что, масу жимейна, не хочу гуглить, а это олива. Дere Masha Hul Ibrahim Masu Masha War. مشغول. ما شو مثلا хочу гуглить. مشغول. ماكش أي خط язык ماكشول يعني. ليك تشاهد بتعرف هذا هو كان إبراهيم تيم هو اللي أبشي. تعطيكو актуально гумна шлюп васпеш раздувать еще шай персону шай пехотинец персон юх иза такого месячи Санта-Барбара юх тебе асла интернет чё вяжу иза ютим так пишет но та заправ их тоже информация я учу тебя или не иза выполняется ну что актуально что там نقدر زفراوك خزرسونا حاجة متغير سالي تاتشوم كان راح تاتشوناش حاجة جرتنا بعرفش نجروس كل حاجة خزرسون سنجت تنبوزة. Их заправкила, я когда массовые происшествия, и что в любом случае следует хулил дать, вот я читаю следственный орган, и сам вот есть следствие, что айдлан духал был шлихар дот, когда я что следование цега, вот я цана хило происшествие, и расследование вот что хархала وبعندوش خلق هاي حاجة شيء قام تعاوننا متكا سونجنا مدرس بكراني ميري إيش تزبط كده يدات ساس ليرس في يدات هما يدات والله ما كان جيرش توانا يقولوا سندوجيني صوفش مدوق يا شاي زفراوك يا وقتين بولي هيرو تخاسون سالوشتي. إيش تم ساعة نيت زبراوكم تيقشون واي كيست حين شو يخشش والله يتساعد صونا من إبراهيم مش حين هو شي تروان شولو شي وخاين على إشقي مش ليتشنا هين مزاسون قو صوصاوش يقمي قانوش إيش إيمن دا ينش دي وانق هين صوت بيختين تنقون تون بيرسون نقون ها واشت накалять шо и страстишь чё передачу это мобилизация больше короче шаул кегенах шаюштер бойш мамуйшун больше это улил спеши цашт ja там тарцалуши شفين هورن ويش وش حقول بيش وش عامر بوي عين قول خنا بوصل دينا توام با عامر بو بلش شتوكا قيتش ناشا كراس انرجي شتوها متجو بو технично для
богов, русских богов, жертвоприношения. И вот при всей вот этой ситуации, да, когда вот сейчас они пытаются пытаются мобилизовать там мужское население, временно оккупированное русскими Чеченской Республики Ичкерия, под предлогом, там, кто нарушает какие-то правила в нетрезвом состоянии, там, за рулем, например, нарушил что-то, нарушил там общественный порядок, там кто-то как бы занимается какой-то мешающей для общества деятельностью. Вот таких людей пехотинец Путина отдает приказ всем своим подчиненным, чтобы этих людей там в их населенных пунктах, где они проживают, привлекали и что будут их учить уму, разуму, там, культуре якобы, потом ведению войны и будут вот закидывать в очаги вот этой русско-украинской войны. И пехотинец Путина ссылается на то, что все русские в России о нас отзываются очень хорошо, говорят, что мы герои, что мы защищаем русских, что мы защитники. И тут на фоне этого кто-то начинает вести себя неподобающе, нарушает порядок, нарушает русский покой. И вот якобы начиная вот с этого момента, то, что я ранее сказал, таких отлавливать во всех местах их проживания и так далее. И закидывать их на фронт, чтобы защищали русский мир. Русские, чтобы свободно могли там жить, процветать. Короче, вот такая ситуация. Вот то, что на самом деле происходит во временно оккупированной русскими Чеченской Республики Ичкерия, куда они поставили своего ставленника, где они полностью, который им подконтролен полностью, которым управляют, которого любой там даже какой-то высшего ранга чиновник там не нужен. Он сам это признает, пехотинец Путина, говорит, нет, ничего не... Так, меня слышно, по-моему, нас опять атакуют. Слышно? Хорошо. Да. Что-то мешаем мы, видимо, все-таки Дурову. Мешаем русским. Не хотим смириться с тем, что они творят над нами. И вот на их площадке не соответствуем им, поэтому нас вот пытаются глушить здесь. Хотя у меня интернет совершенно отлично полностью сейчас. Да, ловит как надо. Тем не менее, вот это каждый эфир у нас глушится. Вот такие дела, вот это вот на самом деле то, что происходит, это полностью в Чеченской Республике местное население, чеченский народ полностью задавили, полностью урезали. Не то, что урезали там вообще слово, какие-то права и так далее. Это вообще не про чеченцев, не про
оккупированную русскими Чеченскую республику. И вот любой, одним словом, вот как сам пехотинец заявляет, что там даже Путину не надо, мне любой позвонит, скажет: Кадыров, ты все, и я сразу в кусты. Я абсолютно от себя ничего не добавляю, это просто цитата вот этого пехотинца. Вот такое вот происходит у нас, но при всем при этом в мире, да, в мире там перед нашими соседскими республиками, там в глазах наших соседей, в глазах самой Русни, там в глазах мировой общественности. Вот этот пехотинец Путина, его преподносят, как будто бы он устраивает геноцид русского народа. Русского, ну а теперь и российского, там, всех остальных. Кому хочет, провозглашает кровную месть. И вот якобы как горе-лауреат Нобелевской премии Муратов тоже всему миру, на весь мир давал интервью, где говорил, что чеченцы, они сами виноваты, они сами себя выбрали Кадырова, понимаете ли. Оказывается, мы вот каким-то образом себе выбрали Кадырова, у нас, оказывается, были выборы, находясь в концлагере русском. И вот мы, оказывается, проводим выборы и имеем какие-то права, возможности выбирать для себя палачей. И вот эта картинка, вот якобы вот эта персона, это выбор чеченского народа, и за ним стоит чеченский народ, а он, вот этот пехотинец, он, оказывается, устраивает геноцид русского народа, ну и российского в целом. У него очень огромная, оказывается, власть. Даже вот Путин, бедно, приезжает к нам в нашу республику, и его по рукам там пускают, дяди Кадырова, друг другу его передают: нам вот поддержи Путина, что мне с ним делать. И вот это вот такое вот дело в эфир пускают. Даже бедный охранник Путина как бы страхует от даже самого сына пехотинца, который там показывает свои навыки мастерские там в стрельбе. И вот сзади него стоит этот охранник и как бы вот, защищает якобы Путина, бедного, которого вот этот Рамзан-чеченский народ геноцидят. И вот эти вот хорошие русские сидят по всему миру. Почему-то к ним подключился сейчас и Боровой Константин, тоже придает пехотинцу Путина какую-то силу, какой-то особый статус. И тоже поддерживает вот эту политику следом за Илларионовым, советником Путина, бывшим или не бывшим, не знаю, действующим, или как у них там, кто там бывший, бывают ли у них бывшие, я тоже не в курсе. Я просто слышал, что у гебнюков бывших не бывает. Их либо ликвидируют, либо они, короче, действующие. Вот такая ситуация. Вот такая ситуация. И теперь пехотинец, главный пехотинец Путина сидит и провозглашает налево-направо какую-то кровную месть. Что такое кровная месть? Как она может в Русской Федерации какая-то кровная месть иметь место? У них что там, в Средневековье, или где эти люди вообще живут? Что это за чиновники? Что у них вообще с государством? Что у них в головах происходит? Что вообще с этой Русней не так?
какая кровная месть может быть в государстве, в русском государстве? Как это? Почему один из губернаторов провозглашает всем кровные мести? Кровная месть у чеченцев имеет место, когда нету государства. Когда русские нам не дают жить на протяжении веков, и чтобы сдерживать преступную, криминальную, там, какой-то беспредел, чеченцы практиковали там исторически вот этот вот, скажем так, инструмент, кровная месть, который сдерживал, да, чтобы там идет война, у тебя нету ни тюрем, ни судебной системы. На протяжении поколений нас русские пришли, уничтожают. И вот мы в местах нашего проживания, да, когда пытаемся выжить там в населенных пунктах каких-то, не имея вот этой возможности развиваться, не имея возможности установить свою судебную систему, свою правоохранительную систему, свои тюрьмы на территории своего государства, на территории своей земли, своей страны, полностью урезанные вот в этих правах, что-то там, как-то там выживать, как-то вот только тогда применяется вот такой вот механизм, вот этот инструмент под названием кровная месть. И что он за собой из себя представлял, вот этот инструмент кровной мести? Инструмент кровной мести из себя представляет некую как бы защиту. То есть он применяется лишь в том случае, когда одним человеком пролита кровь другого человека. То есть какие-то люди или какой-то человек, когда убивают другого человека, там, не в каком-то сражении, я не знаю, не в каком-то, не защищаясь, скажем так, не в целях там, собственной безопасности и так далее, а вот в какой-то там междоусобице один человек убивает другого человека. Вот там уже как бы начинает работать вот этот инструмент кровной мести. А когда человек сидит, русский чиновник сидит в русском государстве, в русском террористическом государстве под названием Русская Федерация, признанном рассадником терроризма, ну и в прочих формулировках, признанным большей частью цивилизованного мира, вот это террористическое образование России, их какой-то чиновник сидит и устраивает какие-то междоусобицы, и на ровном месте может как бы провозгласить кровную месть какую-то. И это какой-то инструмент, который у нас ни в Средневековье, никогда у нас вообще это не практиковалось, не практикуется, и я надеюсь, что никогда не будет практиковаться. Это не есть вообще кровная месть, когда ты подруснявый чиновник в русской какой-то республике, и какие-то, когда тебя приказывают сверху устраивать разборки, ты берешь, провозглашаешь какую-то кровную месть. Это чисто русская кровная месть, русская разборка. У нас, у чеченцев, повторяюсь, этот механизм существовал только из-за того, что нам не давали на нашей территории, нашей страны, нашей земли, нашего государства устанавливать судебную, правоохранительную и все остальные вот эти институты власти, которые контролируют криминальный мир, которые контролируют какие-то междоусобицы, которые контролируют порядок на этой территории. И вот в данный момент, да, можно сказать, что кровная месть в свете того, что русская террористическая вот эта бандообразование во главе с бандитом, с террористом номер один Путиным, оно захватило нашу территорию, мы, да, вот находимся в подвешенном состоянии, где
этот инструмент, этот механизм, он имеет место быть. Но в какой ситуации, когда по беспределу какая-то одна личность убивает, совершает покушение, преступление в отношении другой личности из-за каких-то своих междуусобных вот этих дел. И туда не входит вообще подрусские, не могут туда входить русские, которые пришли к нам с войной, люди с оружием в руках, которые восстали против нашего народа, которые его уничтожают, которые уничтожили 300 тысяч нашего населения на протяжении 2 войн. Вот эти люди, которые с оружием туда идут, и когда наше сопротивление встает против вот этих вот оккупантов, агрессоров и проявляет против них вот эти вот меры, да, там по защите своей родины, и без разницы в их рядах коллаборанты, там мусор, там мусора, кто угодно, вот в этой системе, когда есть, то есть это враг. Там никакое кровная месть там не работает. Кровная месть это у чеченцев, вот там где-то у них, у нас между собой, чтобы сдерживающий фактор был. А когда ты русский или подрусский, идешь убивать чеченцев, идешь оккупировать их, установить там вот эту систему, которая сегодня там установлена, и которая призвана уничтожать чеченский народ, геноцидить его там, использовать его на своих геополитических фронтах, Украине, будь то это в других государствах, на которые Русня нападает, то вот этой ситуации там не кровная месть. То есть это вообще не в русском понимании. Вот у русских, да, наверное, какая-то кровная месть, когда Путин там может взорвать русских в их домах, там в Москве, в Волгодонске, я не знаю, в Буйнакске, устроить рязанский сахар. Может быть, да, возможно, у русских вот такие вот учения с рязанским сахаром и так далее. Вот это вот кровная месть, так, если какой-то из лидеров, из их королей, царей пытается самоутвердиться, и он начинает мочить своих, и вот такая вот кровная месть какая-то, ну, как бы в целях этого он, провозглашая своим в Буйнаксках, в Москве, там, в Волгодон, в Рязани, своим соотечественникам вот это дело, их уничтожает. Да, возможно, у русских вот это вот кровная месть, хрен его знает, я извиняюсь, французский. Вот это что-то они сейчас и нам применяют через своего пехотинца, какие-то кровные мести. У нас такого кровной мести такой нет. Не было, и, к счастью, не было, нет, и дай Бог, чтобы у нас не было, чтобы мы не обрусели. Я уж слишком долго занял микрофон. Передаю микрофон другим тоже. Можем по этой теме побеседовать. Потом я еще добавлю. Тойзан, ты как на это смотришь, на все? Есть геноцид русских со стороны Кадырова-чеченского народа? Устраивают чеченцы геноцид русских во всем мире? Bišķi kelšas, rītcibrēn, čuvienu valšu valdēt. Вот как бы ввязываюсь в этот стрим. Ну ладно, отвечать или объяснять вот этой русской пропаганды, этот русским нарративом, уже по-человечески вот, какая-то усталость уже появилась, лично у меня.
Хуниальча мы уже сколько лет с этим боремся. Начиная с конца 20 века и начала 21 века объясняем всем вокруг, всему миру, что мы не такие, да? И как-то мы не дураки, мы сунутся, как это объяснить людям уже? Не понимают никак. Что был Советский Союз, что он распался. Там вот такие законы. И мы, соответственно, по таким законам вышли. Но окружающие наши народы, страны не хотят такие мелочи по с ихнего мнения считаться с этим. Нет, с одной стороны, нам последние 20-30 лет всем мире вместе указывали, объясняли, что мы часть России, что это внутреннее дело. Но когда русские в свое время добили своего, оккупировали, наконец, нашу страну, республику, поставили своего коллаборанта, и сегодня хорошие русские, скупая с другими странами, преподносят всему миру это якобы чеченская власть, властелин Чечни, шах-падишах, это они такие всегда были, это их культура, это такое у них в народе. Кровная месть у нас возникла какие-то, может быть, времена, где-то, когда-то. Но проблема в том, что она до сих пор среди нашего народа существует. Первая причина в этом – это сама российская власть, сам русский народ. Потому что с времен царя Гороха, как они пришли к нам на территорию, и как мы вынуждены были выживать в этой так называемой недостране, у нас поэтому, соответственно, зная, с кем мы имеем дело, зная, что у русских никогда не было государств, каких-то законов, что в этом государстве никогда не было справедливости, что русские законы никогда не решали какие-то проблемы, связанные с криминалом или с убийством, никогда не решалось по справедливости, по букве закона. Всегда у них была коррупция, куначество и подобное. Поэтому наш народ по-своему, стремясь к справедливости, вот сохранил этот институт кровной мести. Но чеченцы никогда просто так кровную месть никому не объявляли. Для этого были четкие предписанные законы. В каких случаях ты можешь объявить кровную месть, а в каких нет. Когда ты начинаешь простому русскоязычному человеку объяснять, это не наше, это все, весь то, что вы сегодня видите, это русский мир, и вся ситуация, которая сегодня происходит у нас дома, в нашей родине, это последствия того, что она стала оккупирована, что русские пришли и поставили свою власть в этой республике. И когда человек говорит, что это чеченская власть, он или нагло врет, или не понимает о тех вещах, которые он говорит. Кадыров – это не чеченская власть. И его кровная месть сегодня, которую объявил, это не чеченская кровная месть. Чеченская культура – это кровная месть, не имеет никакого отношения. Это русская кровная месть. Тебе отвечают, нет, ты не прав, ты ничего не понимаешь, или просто тебя игнорируют. И продолжают свою пропаганду двойных стандартов, лицемерия и тому подобное. И прям, что еще говорить? Как до людей достучаться? Что мы такая же нация, как и, не знаю, как и Украина, как и Франция, как и англичане. И все взятые в мире национальности, мы такая же нация, которая хочет жить на своей земле, на своих законах, чтобы никто к нам не вмешивался, чтобы никто нас просто так не обзывал, ни террористами, ни бандитами, ни дикарями и тому подобное. Мы не хотим достаточно, хватит, дайте нам шанс жить на своей земле при своей власти, и тогда чеченцы покажут, какой страной надо быть. А сегодня все, что говорится в мире, возьмем сегодня украинское информационное поле, это вообще какой-то бардак, там
Уже я не понимаю, что у них там происходит. У меня сложилось последнее впечатление, что раньше я просто догадывался, если я раньше догадывался, сегодня у меня вот такое устоявшееся впечатление, что на Украину напал Кадыров с чеченцами. Сегодня убивают, насилуют, истребляют. Это одни чеченцы. Если среди военных, среди 100 русскоязычных военных пленных украинцам в плен попадает хоть один человек национальности чеченец, все внимание на нем. Видите, то есть тут видно, что люди как бы заинтересованы в такой политике. Нам надо выживать, как всегда, Ибре. Наш народ, как всегда, выживал. Я надеюсь, это нас еще сильнее сделает. О, молодец, говорил, да. Что, выживать надо, выживать, дома должно. Предательство соглашения, ты тоже виноват. Вот ты вот такое маленькое звено в той ситуации, в которой оказался наш народ. То есть, кто в тюрьме народов, он тоже должен выживать. Кто в Европе среди ЛГБТ тоже должны выживать. Дома должно. Сундера, я что советую людям, даже 30 плюс, 40 плюс, скажем, а молодежям, это обязанность у молодых избавляться. Избавляться от этого русского языка. Пока мы не избавимся от русского языка, мы всегда останемся в этом русскоязычном поле. Нам надо переходить на более высокий уровень. Всем надо говорить, английский язык должен быть как второй родной язык у нас всех. Мы сегодня уже убедились за 30 лет до русскоязычного общества, бывшего Советского Союза, мы никогда не достучимся. Они нас не слышат и не хотят слышать. Это уже понятно всем. Кем бы он ни был национальности бывшего Советского Союза, все к нам относятся с каким-то предвзятостью. Вот если чечены, все. Ребята, учите английский язык, разговаривайте англоязычными людьми, донесите до них правду. Союзник шуле, они только могут быть союзниками. Другие, весь это бывший Советский Союз, включая Среднюю Азию, никогда их не было и никогда они не будут. Российское пространство гумот бюч контролировать его от Калининграда до Камчатки. Полностью поддерживаю. На каком языке будем контролировать от Калининграда до Камчатки территорию? Полностью поддерживаю, что надо полностью английский язык, чтобы у нас был вторым месте. Сегодня каждый чеченец должен знать минимум 3 языка. Свой чеченский, английский и русский. Вот я исхожу из своего опыта общения с другими. Я когда общаюсь с русскоязычным человеком и англоязычным, всегда сравнивать модуля. Если хочешь достучаться до истины, всегда сравнивайте. Вот это в сравнении находится в середину золотую. Я, когда разговариваю с англоязычным человеком, нахожу с ним общий язык, потому что он свободен в мышлении, потому что он не предвзят ко мне. Он, прежде всего, видит перед собой просто человека. Когда ты разговариваешь с русскоязычным человеком, перед ним стоит не человек, а чеченец. А в большинстве случаев просто мусульмане перед ним стоит. А мы все знаем, как относятся к мусульманам в бывшем Советском Союзе. Когда к нам вот такое отношение, знаете, все это со времен вот этого совка, потому что вот это старое поколение еще живо, они передают своим детям вот этот опыт, и до сегодняшнего дня вот так к нам относятся. Потому что, что бы мы ни говорили, что мы там к русским не имеем никакого отношения или тому подобное, как мы ни объясняли, какие бы аргументы у нас не было бы, сегодня на повестке дня, что чеченцы, как и в свое время, кстати, в начале 21-го, в конце 20 века, что чеченцы – это террорист. Об этом знал весь Советский Союз. И поэтому мы стали внутренним делом России. И сегодня мы плохие. На повестке дня надо отвлечь, например, хорошим русским, надо отвлечь свое население
найти надо проблему. А проблема где она всегда находили? Только у чеченцев. Это чеченцы во всем виноваты. И в советское время это было, и в царское это время было. Все кавказские войны, которые происходили у нас на Кавказе, почему-то было на нашей территории, почему-то наш народ в конце всех кавказских войн, возьмите любую пример в истории, все кавказские войны, когда заканчивались, почему-то наш народ оказывался на грани вымирания. 30 тысяч оставалось в один момент, в какой-то момент 15 тысяч оставалось. Ну, сопредельные территории. У них таких проблем никогда не было. И при этом это называлось Кавказская война. Даже в этом русские лгали себе и всему миру. И называли вещи своими именами, что они воюют с чеченцами, они с кавказцами. И то же самое сегодня происходит. Когда говорят, например, украинцы говорят, что Чеченская республика Ичкерия оккупированная территория, ребята, задумайтесь. В словах всегда есть вот где есть вот этот ловушка. Они также говорят, что другие народы российские тоже оккупированы. Видишь, вот где ловушка стоит. И когда люди говорят, что это неправильно, что Чеченская республика не оккупирована, то есть не оккупирована территория. То есть прежде чем сказать, что она оккупированная территория, надо сказать, что Чеченская республика была государством, ее надо было признать. А российские народности, они, да, могут быть оккупированы каких-то там, не знаю, 100 лет, 200 лет назад. Но наша история сегодня современная говорит о том, что мы еще 20 лет с ними воевали за нашу свободу. То есть это разные темы, это разные случаи. Пока страны нас не признают как государство, они не могут говорить, что мы оккупированы. Сперва признайте наше государство, уж тогда уже по факту ты уже оккупирован. И вот всегда вот в этих словах, вот всегда они вот так нас в ловушку и вводят. Не надо сегодня чеченцев сравнивать с другими российскими народами, которые в этом составе жили, добровольно входили. В отличие от нас, нет другого национальности, которая не вошло никогда в эту Россию. Всегда сопротивлялась и военная национальность, поэтому прежде чем сказать, что чеченская территория оккупирована, надо еще добавить, что они воевали, что это было государство в 90-е годы, что пришли русские, как сегодня они пришли в Украину. Также чеченцы воевали за свою свободу. И нельзя говорить, это и политически безграмотно говорить, что Кадыров, это чеченская власть. Она не может быть чеченская власть по факту, что эта территория захвачена. И эти тонкости нам сегодня надо знать. И мы не имеем права игнорировать такие тонкости. Эти тонкости просто не надо игнорировать, их надо отмечать. Если сегодня в Владе идет какая-то резолюция, прежде чем принять резолюцию, влада должна была также принять то, что надо признать эту территорию как независимое государство, а уж потом принимать какие-то резолюции. То есть перепрыгивать через вот такие факты, это и политически неграмотно, и это сейчас вводит в заблуждение они свое население и мировое сообщество. Когда вот такие вещи начинают примечать и говорить об этом, украинофоб, он союзник, собишься, накидывать на тебя вот такие обвинения. Это грамотный халдиш. Но если мы сегодня не будем ради себя вот так грамотным, кто за нас будет? Да никто. Изучайте английский язык одним словом. Савелий Барков. Я бы сказал немножко висхал чурица, висхал. Да, пока у нас по соседству находится империя, угрожающая нам каждой секундой какой-нибудь опасностью, какой-нибудь подлостью, какой-нибудь еще чем, черт его знает чем, там многоточие бесконечное, мы должны знать прекрасно русский язык, иногда даже лучше, чем эти русские сами. Мы должны знать их литературу, мы должны знать их всяких персонажей, будь они сказочные, несказочные. Мы должны их досконально знать, чтобы от них сопротивляться и чтобы знать, какие методы они к нам применяют. Мы должны знать их формулировки, их шутки, их басни,
когда мы будем слушать или какую-то риторику с их стороны в отношении нас, чтобы распознавать на глубинном уровне, о чем говорится. Потому что можно сказать «иди сюда», а можно сказать «иди сюда». Там сразу два смысла. Если мы не будем этого понимать, то что будет происходить? Будет происходить влияние русское еще сильнее, потому что мы не знаем русского языка, как это происходит, допустим, в Восточной Европе, в Средней Азии, где русский язык до сих пор официальный, местные народы не знают языка, а русский язык там управляет этим. Так как сила на стороне империи, и навязывание будет с их стороны, мы не можем не знать их языка. Конечно, английский знать обязательно надо. Без английского мы на международном уровне тоже себя ничего не представляем. Но в то же время агрессор, он говорит на русском языке. Агрессор влияет по всему миру, так же, как и на Англию, которой Англия поверила в свое время российской риторике, российской пропаганде и приняла нас тоже за преступников и за преступную какую-то страну, типа там радикальных каких-то там убеждений. Цундера, я тут с той же не соглашусь и скажу свою версию вот на этот счет вот такого рода. Баркалшу. Холлерсон, я не хочу выглядеть придирающимся, да, человеком к словам. И вот Тойзен Вумятсон высказал вот предыдущий, до крайнего, значит, сказал, что еще предыдущий был, что Эйлер, короче, английский без, я так понимаю, это предложение или призыв, в общем, спорить ни с кем я не хочу, но обратите внимание, Лярсон, язык это всего лишь система передачи информации для меня. То есть от того, что русский, мы все говорим на русском языке, я так понимаю, потому что у нас литература только на русском языке. Мы в таком пространстве культурном русского языка сидим. У нас свое внутри ничего не развито, у нас пусто. Ни писателей, ни статьи, ничего никак у нас нету. Предложения, конечно, хорошие, но вот эти все писатели, развитие культуры появится. Мое скромное мнение, Асцебосун, Шадик, Хай, тоже поймите меня, Совойша, Ватшун, умничать для Шарухара, Хаита Радушин, и вы будете правы. Практические знания во всех этих сферах направлений, которые есть. Язык, да, это уже образование, человек будет понимать, он будет понимать мышление, какая-то свобода мышления у него новая откроется в мозгу. Дальше он будет двигаться хорошо. А сам китайский Амор-Бар я начал, но, короче, меня не хватило с моей деятельностью на все это. Физик, ядерщик, вала. Я не знаю, короче, сварщик была, мышь была, смело, дайсбон, вот, Хараюхшун, Россия, дайса больше, во все сферы пролезть. Буал бичан, буал буй, главная работа. От буалго за собой Шадик, я не знаю, влияние, тачок, корюк, с военными действиями, поножовщиной у нас Холлерсона. Вряд ли что-то получится. Иштхитсон, сын Киндердол, за время ДРС. А Бог нас сухит, что он баре, что анализ моей танил ситуации, я твой. И анализ в течение последних 30 лет летаж возьмем грубо. Мы все время пытаемся достучаться до этого русского пространства, русскоязычного пространства. Всегда мы пытаемся доказать, что мы не такие, как нас представляет русский мир. Я вижу, что это безрезультатно. Сегодня нет никаких результатов. О нас как думали, как русские преподносят, так и о нас воспринимают. Что еще хуже, потому что на Западе, это русские на Западе работают, и Запад начал нас воспринимать как русские преподносят. Видишь, вот здесь еще большая проблема. Нам надо выходить из этого русского пространства и начинать говорить с западными людьми, с обывателями, простыми людьми. А для этого нужно и английский язык, он международный, там можно и другой язык изучать, но там международный английский я на этом делаю акцент. Нам сегодня надо искать союзников, до них пытаться достучаться, им рассказать, что с нами происходило последние 200 лет, скажем, да? Это нужно будет рассказывать на английском. И не просто бытовом, а на хорошем английском поставленном, чтобы до людей доносить всю проблему.
Сунде босс. Мы сегодня должны, как и русские, переносить свою пропаганду на Запад. Мы здесь. Я сегодня вижу, что Запад о нас не знает. Почему не знает? Потому что мы не говорим. У нас нету блогеров на английском языке. У нас нет выступающих на английском и на других языках. Мы застряли в этом русском мире, босс. Пример я мое мнение. С пример я Лешон. Возьмите балтийские страны, вот 3 этих республики. Они как распался Советский Союз, полностью ушли из этого русского мира. У них поколение выросло западное. Мы должны брать пример с этих 2-3 республик. Явный вот так, очень хороший пример для нас. Избавляемся от всего русскости этой. Украинцам доказывают, что мы не бараны. Я захожу в их чаты, те чаты 2016 года, я с ними имел дух здесь нахожу, но а воз и ныне там. Как они были предвзяты к нам, так и остаются. Ты же потом задумаешь, а надо ли это продолжать? Человек хочет, а сайт чабляш, бег английский мат, это уже вот. Хастому цагаун трабол чадал, беша, и не знают русского, ни одной буквы, ни одного слова. Хеще уже долдеш, мало. Васмак, дождь, берен, долдеш, и что тут хочадек. Я призываю тоже других вот так поступать. На Западе я смотрю семьи. Каша, ашпо, почалка, мот амит, шола, мот эншпег, ашпо, и вот так. Мы сами виноваты, что мы находимся до сих пор в этом русском язычном поле действия. Вайбех, то есть, свялом выстрелом. Баркал тоже. А Бог шадик не сду. Но там единственное, Балтики границы, цены, шорт, западная страна, Польшу, Приегу, это их преимущество. Наше неизменно в том, что мы не имеем такой границы. И цаду шел нога, сунул ялх ятраешь, но ночи общество военных халяча, дик хауса, дик уэрьяш, процессию дают шелел, аж просидите, в основном своем подвержены русскому влиянию и подвержены, как бы сказать, быть на стороне этой страны, в основном люди наименее образованные и наименее владеющие русским языком. Сравните сегодняшнего ставленника ихнего Дырова и нашего первого президента Джохара Дудаева. Какая разница была их владения русским языком. Потом почему так получается? Не зная этого языка, когда тебе русский говорит, ты хороший, ты там, джигит, вот тебе твой кинжал, вот тебе твоя папаха и твой конь, только будь в моих рядах, короче говоря, получишь это и это, и это, а че не сильно образованному человеку этого достаточно, чтобы себя как-то проявить, отношение того, кто там, допустим, более интеллигентен, так какой-нибудь преподаватель, интеллигентный в очках ботаник, допустим, чтобы от него или его превзойти, ему достаточно просто послушать русского доброго и стать на его сторону. Вот в этом, если сравнивать, тоже, короче, есть такое отношение. Английский язык – это первый язык в мире, самый необходимый язык, когда ты выходишь за границы своего государства, своей страны, в общении, налаживании отношений. Вот я бы опять поддержал тут Тойзена. Вот очень желаю, чтобы что молодежь, когда английский мот амбахарыш, дгасский мот хара, дикунду из-за дицер, короче, из-за харно удачу, баркалшоду. Насчет... Яшел акцент в Западе, ашпал нохча, юкадил халду ас дючте, гахунде ас гуштал хал мудус тоек, ас ис халхума ала шола амбеш пегасхим вот хальча, вайс гас вот адолш мадати, тихо что орана гасхим вот амуш, вай муде дуцан кочер да, вай долш цей кочер да, вай адол дице кочер. Мы должны отрубить все эти культурные, прошлое, отрубить просто. Тихо что чор мони кидевай нохчисан. Я по себе сужу. Я вырос в этой русскоязычной среде, вырос и я как бы до определенного количества лет был в этой. В Западе, я старался уйти от них.
Azura taka bosa chadol besh du tanden sa askmo. Du chech dodes as du tro. Велион анто. То есть, Маршал Душик Сергей, стойко я поддерживаю 55%, тебя на 50%. Почему, я сейчас объясню. Но 5 хрононцев. И мухль, что я не знаю, 45, 65, 55 мухль, я сейчас не знаю. Заблудился я чуть-чуть, да. Короче, вот так ситуация обстоит. Абсолютно верно ты говоришь, мы должны брать ориентиры на Запад, на цивилизованные страны. Это однозначно. Но стоик исходит из реальных событий. Смотри, он абсолютно прав, я его поддерживаю на все 100. Он, как сказал Ахбах, прибалтийские страны имеют, он сказал, границы с Польшей и так далее, с другими там народами, которые уже говорят на английском языке, я имею в виду международный язык. Мы граничим, с чем мы граничим, с кем мы граничим? Ой, самыми нищими, бедными, бедолагами мы граничим. Масала, нохчичу, халоцуруя. Во всех отношениях мы должны, естественно, и английский, и русский. Одновременно мы должны учить языки. Да, история, да, мы должны уйти от всего этого русскоязычного похабства. Я это все понимаю. Но мы физически, мы обречены, просто вот на века мы обречены с ними жить рядом, или через забор, или через колючую проволоку, или как-то, но мы обречены жить с ними. Аса сохус хавенчул, чужимол дол бэра, канта вообще жимвер, сколько ему, 2-1,5 года было. Он начал подрастать, я ему Асбошник, я посмотрю, какое мое мнение, смотри. Я ему купил русскоязычную книгу, русскоязычную пропись РЦА Астроен. Он в Германии, купил я ему это, то, да, все. Хожал на Осбасом, может, у Аховшим, бейш. Я зимовик, уже когда он 1-2 класс пошел, хаусал, вой английский аму, без вой Кебек аму, без немецкий, французский, кербошку, мосту. Amma вой мостаха раз его, вой ули ашву, вой в любом случае и мост аму без хун эльси, вой все равно игроки, я имею в виду русские, это большие игроки в этом мире. В любом случае, вы хакнул должен царя. В любом случае. И мы должны знать, что их смобахли, их сказки, басни, вплоть даже лучше должны знать язык, чем они. Ишт амина ас багдиш бицам бицу, да, бицка яздер на гозал васам. Ама ас и цельцум, да, уаха вина, мосту бейш уж хаголадина, хаусал, охуман амуш, вушнувай мостшун, киноги дуэн, в любом случае, хахлор должен, что он царя, ишт аминду. Шуши и баулю шо, amma mosu elma dedik elim amud yeştuk. Barkalsın değerli. Давай, да, ми гардари, биршти кылшма сери, машло. Что из анаха элерак, и украинш доказывает, вы алдул дайте уже кадвилокцию. Это нормально, он и отчет цейра, инца русизми синючва. Раз, что все равно под гнетом русских могли уж столько времени. И русизми сандела цейра мухит, он и отчет, он раз кому отцахай, алдул пьеце. Даже образно, с акцентом, не с акцентом, а лучше. Дальше, что касаемо чеченского языка. Сюек хаттича, сюгу такасы етерек душун дюйц вайваймох пыргат мабяхмеха. Я по-любому со школ, даже прям с 1 класса, даже с ясли дюндаха, государственный язык чеченский, второй язык английский. И что халди, что я фьецун, ну не о чем. Это чувяну канту элерак, русский язык, он нужен для передачи, да, с информацией этим людям. Цутяха харцвахцы. Но просто такое осознание человеку, как правило, в зрелом возрасте только приходит. На молодой разум все равно это может действовать по-другому. Он яча каждый язык в себе несет культурную часть. Смыситу зала дейца дейсна куда.
несет в себе культурную часть. Понимаешь, люди познают язык не только по книжкам, не только по литературе, он познает по кинематографу, музыке, театрам, спектаклям, духовным. Да, какой-то оттенок, и в каждом этом элементе имеется пропаганда, и это все равно оттенок оставляет на человеке, тем более на ребенке. Сундел чигур, объяснять, дара хайбешт, и чего правильно, что это инструмент для передачи информации, в первую очередь. И гоксум примерно. Я вот считаю, что сейчас, чтобы противодействовать цель пропаганды, мы должны знать язык этот. Он ячвой мостер и мотха без, и именно гнездо этого всего очернения нашего народа исходит на русском языке. И в первую очередь надо доносить им на этом языке, чтобы их переубедить, чтобы доказать их правильность. Так, а вот именно когда мы возьмем государственную свою, тогда мы уже перейдем уже на английский язык. Så visst har det inte marsch öresho. Så här små vi. Хорошо. Я вам немножко сейчас задам, скажем так. Почему в первую очередь английский без, русский не так уже важно объяснить товарищу. И все так в этом положении пристрастный вашу. Все английский постоянно амушел дела, из-за этого люди считаются. Я просто вам обрисую ситуацию, почему, кстати, именно и английский Моцахарду, и как он нас сильно, очень наш народ, нанес нам очень сильный ущерб. Просто таки имиджевый именно, в глазах всего остального мира. О имиджевый ущерб. Русские воспользовались этой нашей слабостью. Они нашей религиозной слабостью воспользовались, но они также воспользовались вот это то, что у нас раскому и навязать. Из-за этого мы у нас лишнее препятствие, чтобы добраться до западных языков или до западных знаний. То есть нам нужно русский выучить и уже с русского языка остальные изучать. Тогда как они себе вот эту ступеньку шпарен олакар, то есть им не нужно лишнее движение делать. Препятствия, они сразу в английский прыгают. И моду хайшун я вам просто небольшую ситуацию обрисую, чтобы доходчиво было для даже, скажем так, недалеких людей даже, чтобы доходчиво было описать. Потому что вот представьте, дерутся двое людей, один здоровый, другой царь. Не ахти какой, но карцу что же, он дехалки слушву. Тут подходит к ним полицейский или спецназ, не знаю, или их останавливает и начинает спрашивать. Тот здоровый, он и свой язык знает, и вот язык этих полицейских знает. А тот этот маленький, он свой язык знает, и только язык вот этого, который с ним дерется, знает. Доходить до положения, хухер до тебя. Вот им хилашон, просто увеличьте масштаб на несоизмеримо большую scale от английском, вот на этот scale и хилашон воем. Вот Reddit, например, английский платформы, как, скажем так, самое, где пишущие люди сидят. То есть сотни миллионов. Тот же Discord, вот то есть он знает точно. Там сидят англоязычные. И теперь формировать о нас, вот этому полицейскому свою версию рассказывать, и раскбушен, и ушен, этот чувак. Войти габачен вообще. И партин мухарду, кого полицейский подумает, кто виноват. Можно ответить на твой вопрос? Можно ответить? Да. Ремарку делать. Продолжите, да. Если мы допускаем, что эти полицейские представители государственных структур, то мы должны предполагать, что эти полицейские образованы. Так? Если полицейские образованы, это значит, что они понимают, что они имеют право выслушивать только одну сторону и выносить какие-то ощущения. Это значит, что они представляют
Стоит не меня. Они есть понятие. И как бы и пример. Я не говорю, что это полицейские государства. Представь, что это просто имиджевые. Кто из вас прав или нет, выслушивает. Убери полицейского, поставь просто прохожих, которые могут разнять или что-то сделать. Полицейский сборши, просто соболи, это... это тогда контекст твоего вопроса размывается. Да, полицейские, хорошо, забудь про полицейских, скажи, что просто люди подошли и разняли. Да, вы их мнение закрываете. Я спрошу того, что ты ему сделал. Ты не понимаешь? Короче, да он у меня это, жену мою избил, украл, это, а ты ничего не сможешь. А ты же не скажешь, продолжай тогда избивать его, не скажешь же, никто не нормально. Стоит английский интернет, аж вон, военный хирлан остается кем-то. Сами это случилось. И я тоже не рад, что он раз, вот, идеально почти, идеально, как просто таки, я с удовольствием сидел бы и на нем писал бы, и напрягаться себе, как по реке вот так плывешь, чисто об этом думаешь, о самом замысле думаешь, потому что языком настолько уже приноровился, настолько у тебя в нем, что ты даже не задумываешься, нужное слово тебе или фразу, она автоматически приходит, короче, со скоростью света. То есть мне тоже, я 10 лет своей жизни потратил не от того, что мне не хотелось, короче, на русском писать, короче. Я понимал, что убей, нам нужно это. То есть их умгагуш, короче, их умгучать дали ужас, все и повторится. То, что нужно, безусловно, тут никто не спорит. Просто это нам смертельно просто нужно. Это аспект, Юшин, я говорю, там десятки миллионов сидят западных англоязычных людей, десятки, даже сотни, может, миллионов сидит. И кто мы такие, они вас сформировать. Кстати, такое же делает и тебя в Вашингтоне, со всякий гранчук на демократию, на Восточной Европе, там это выделяют, конечно, непрерывно гранчук, грузин, армянин, бебук, украине, везде какие-то оппозиционные движения, руснявы, эти. Сушаха, беж, бушин, английские дела эти пробрались туда, там всякие эти фаски. И они тоже о нас формирование у этого американцев создают точно так же. Я когда с Курочками разговаривал, вот я из этого вывод сделал, короче. Потому что они знали вот этих людей, которые там присосались с грантом, и, короче, на них они как бы немного жаловались. Типа, что будешь, духом шишь. Вот кроме этого, понятно, что второй гумдуй, второй аспект, почему даже у нас не один аспект, у нас второй аспект этого есть, короче. Вы беешь, соревновательный хумадуй, вы должны своих детей в школах, короче, учить чему-то, и мы должны им более, короче, и более легким делать доступу международных этих знаний. То есть, они не должны к нам поступать. Сначала русский язык русским, и через великий фильтр русских к нам. То есть такого не должно. Мы должны прямо, директ получать англоязычные знания. Не через Китай, не через русских, не через тюркский мир или через кого-то еще. Лишний создать. Ты автоматически как бы на беговую дорожку нахдаритыш Ахмудир, а газ бердуй автоматически на 100 метров впереди дават то что. Он говорит, лишний язык – это огромное количество информации. В русском языке 300-400 тысяч минимум слов. Представьте, это и просто Олах, например, человек там несколько языков знает, хорошо, не хорошо, да, что это лишняя информация, это тебе влиять будет на то, какой ты специалист. То есть ты специалистом будешь уже хуже, если бы ты знал 1-2 языка и владел бы очень хорошо какой-то профессией, там, физик, химик, а он 5 языков, это все равно будет на тебя влиять, на твое знание этого предмета. То есть уже не сможешь быть супер узким, крутым специалистом. Из-за того мозг не способен все это, объять. У нас он ограничен. Не нужно больше создавать лишние препятствия в виде русского языка и ставить нас на этой беговой дорожке позади. Потому что он сразу в английский прыгает, раз, у них программисты огромные, они в Гугле там сидят, в Силиконовой долине сидят, они сразу прыгнули. А нам они создали препятствия в виде русского языка. Сначала русский, а потом английский, а до английского, может, многие не добегут просто. Уже, это слишком уже гендл.
Дело, Ерарис Эллиг я поддерживаю, Тойзнес Эллиг я поддерживаю. Это абсолютно необходимо душой. Абсолютно просто. Я не знаю, многие не осознали, к сожалению. Ну, паргатя с культурной среды, а думаю, что киношу, что кинешку, что аском. Мы, к сожалению, привыкли к этому. Это понятное дело, мы зависимы. И аском, как бы нам, язык врага, нам важнее знать язык врагов нашего врага. Вот это гораздо важнее душу. Супер важнее. А то, на что о нас думают, даже нам не нужно на это заморачиваться. Раз наш язык не учат, им наплевать, что мы о них думаем. Они вот английский учат. Да, ремарк тоже сделаем маленький. Это язык врага, понятно, но мы иногда забываем, что это язык врага и обратную сторону действует. Вот в чем проблема. И это не только наше оружие получается, но это оружие против нас, у этого врага. Это даже тоже надо понимать. То есть, поэтому же говорим, вот Чигур, видишь, как обучает своих детей. Парваймат хун он объясняет. И это надо так. Им если донести до детей то, что это обыкновенный инструмент для передачи сообщения, то, я думаю, это не может сработать против нас. Я бы еще добавил к твоим словам, допустим, у меня вот окружающий, ну, я больше, это масубечно, и английский просто на один хуже. Они там и в школе их обучают этот язык, там делают там цели. Английский тоже еще американский друзья шмоши, онлайн общение шоши, групп на шоши. Шталду, раз ты можешь чего-то сагаться. Так, зараз мы тоже лечь там узнать про Уотсонах, выехали, вы историях летел духоля, раз мы там аются рязин духоля, шейх хает, раз хатный там, каргую, каргу борис, und hatte Baudisch. Das Haus schon бик местный махта, schon школа немецкий английский язык бик амена, молодцы, короче. Но махта нет слуха, бик душун. Und ich will melbu, цель, вот, цель, echt калавы мелду, короче, махта еще, вы, вот, нахаз, це вот, я лил вас не куду, це вот, что кушаешь, метод шую, уверхуардать, а жим ладу, что ол освободишь, это фигичает. Так что ich halte английский бодадич фигичат, позамасан английский 1 просто отлично, что дяч, но чишь это аим чатрду из раз нехал аим ich halte фигич. Хотя он душон, мы забываем, в какое время мы живем, в каком политической ситуации, в действительности мы находимся. В ближайшем будущем, хилдошум душон, я просто вижу сегодня, как даже возьмем, например, среднеазиатских стран, начиная с Казахстана, заканчивая с Киргизией, там полностью переходит на англоязычное население. Там у них нету русского. У них в истории даже Россия пишется как враг, и как вечным врагом был. То есть они своих детей уже учат, чтобы они отходили от этого русскоязычного мира. Наш, нам придется с ними туда-сюда. Не придется. Скоро в ближайшем будущем русский язык будет только в этой России, и все. Поэтому мы поэтому должны готовить своих детей, чтобы они ориентировались на англоязычный мир. А он очень большой. Тут почти 7 миллиардов людей живет на этом мире, и все владеют английским языком. Русским языком владеют всего лишь те, старое поколение Советского Союза и российская территория. Все. В ближайшем будущем предательское соглашение. Он Ишер будет до тех пор, пока ты находишься в составе России. Внутри Гамла больше не... 500 тысяч Россия, معام بيه بو آغاز كمات 500 тысяч могут охузать, что 300 тысяч Европе. Асхалху Эйла, я делаю акцент на западное население. Я делаю акцент на западное население. Амби, даже Россия был, а мы без инсака туйдуч, там английским уклоном в школе, свободе, а это английским школам уклонял, отвечник, английский бу амош, газский бу амош. نقطه دال مغلادیان هنز دیوان تا اول شو سونداش نقطه عمو بیز قیتیال دیوانه ایش دیوان قا بیز امات минимум 3 языка сегодня надо. Желательно 5 دیوان, но минимум 3. Я тоже бы дополнил то, что вот Тесла, Тойзен говорят, то, что
из-за того, что нас нет вот в этом англоязычном пространстве, вообще нас там нету. Даже кто есть там из нас, они пропагандируют именно вот это то, что русские о нас пропагандируют вот в это англоязычное пространство. То есть вот это абдуллачество, там, радикализм, вот всякое вот такое. Ну и русскость еще. К сожалению, вот только так это сейчас действует. Поэтому полностью поддержу Теслу, Тойзена. И вообще то, что с нами произошло, да, это отсутствие информации, которую мы не донесли. Не получилось у нас донести, не сумели мы там вот на это англоязычное пространство, да. И когда вот вообще с самого начала русско-чеченской вот этих последней нынешней истории войн, да, с 90-х, там, 94-го и до этого. Российско-чеченский Они... галат, ухват, Подожди, не перебивай потом, выскажешься. И с самого начала нас русские представляли как сепаратисты. Понимаете? То есть они нас миру преподносили, что мы какие-то русские южане. Вот мы русские южане. Ты такой же русский, просто южанин. Немного, короче, там, диковатый, там, вот такой. Дело в том, что мир в большинстве своем, он даже не знает, что у нас абсолютно ничего общего с русскими нету. Ни языка, ни культуры, ни традиций, ни религиозных, ни каких ценностей. Абсолютно общего. Я повторяюсь, я это тоже упоминал, нам ближе там японец, китаец, африканец, кто угодно. Не то, что с русским, даже с аварцем нету у нас ничего общего. Подожди, не перебивай, ты успеешь высказаться. И вот из-за того, что нас вот там нету, вот это вот у них прокатывало, прокатывает и будет дальше прокатывать. Поэтому мы должны вот туда войти, в это англоязычное. И как здесь упомянули, русский язык, знание русского языка, на котором я сейчас говорю, если бы я на английском говорил бы, я бы уже давно на других площадках, на других публиках был бы. Но также надо знать язык своего врага. Также надо знать язык своего врага. Не перебивай, я выскажусь, потом скажешь. Дело в том, что там обратная сторона тоже есть. Вот когда человек знает язык врага, молодец, но там происходит обратный эффект, и обратный эффект его, он более эффективен в нашей ситуации, потому что этот русский язык, потому что через этот русский язык нам полностью вбивают вот эту русскость. Ты начинаешь смотреть их фильмы, их новости, их Скобеевых, Соловьевых и так далее, и они вот начинают тебе этот мусор вливать в голову. Поэтому, если человек не подкован, там ребенок или подрастающий человек, и он будет вот так вот воспринимать вот этих людей как государство, как какие-то официальные, я не знаю, средства массовой информации, как каких-то политиков, как журналистов, как людей, нормальных людей, да, вменяемых. И это наши вот соотечественники, они будут обжигаться, потому что там нормального ничего нет, и они, к сожалению, через вот этот язык нам прививают, ну, нас инфицируют, скажем так, вот этой русскостью. Поэтому там люди, которые должны его знать, определенные там слои, службы, которые должны изучать все ходы, все вот это русское движение. И вообще я бы на вашем месте не переживал, потому что даже если мы все сейчас в этой группе заявим, что там, или на каждом эфире будем заявлять, что мы отказались от русского языка и перешли на английский, вы же прекрасно знаете, короче, еще не может биться даже. И резко может быть нахмобойну, конечно. Так что тут я самогатец, она бойрбачу на резко может. Вот то, что английский нам нужно изучать, это к этому нам надо призывать все-таки.
Ну, я был изгадки мастахили олдион. Угрозы, она, в принципе, она и английский мастахилищи, хилмая, и Европа болча. Но чтобы вот этого не было, надо повышать самосознание наших людей через мощные национальные автономии диаспоры. Вот где бы мы ни находились, Калининграде, или Камчатке, или Берлине, или Осло, надо везде национальные диаспоры автономии. Чтобы вот этого не было, что перекуши и что. Вот, к сожалению, у вас в Европе вот этого нету. И поэтому мы наблюдаем, что наши женщины даже с детьми уходят замуж за арабов, за швейцарцев Да. и так далее. Милуа, бек в Европу аж по ночь был. Из уже мало, и западные ценности сейчас он Мария. Но почему-то деятели на английском языке у нас никак. Ну, я таких случаев, чтобы с детьми, рожденными от чеченца, уходили замуж за араба, там, за швейцара, я это знаю. Давайте не будем смешивать несколько тем. Но чтобы в России такого было, я не видел, по крайней мере. Это не европейские ценности их научили этому. Это бусурманство их научило. Нет, это позволили женщины, которые... Называй вещи своими именами. Тебя, если ты так говоришь, тебя многие люди слушают, называй вещи своими именами. Диаспоры, автономии, ни одна женщина не посмела бы, взяв детей чеченцев, выйти замуж за швейцарца и там за араба. Ага, сейчас мы ставим нравов, да, будем, которые замуж уходят. Это вообще-то семейный час. Сагасу диона, Россия диона, я халиосим гасу, нохчу чин берш, я диона, гасу Мария. И могу турдать, нохчу, и могу турдать. Национальный диаспор. Бурдукети. Вы национальный диаспор. А да, духвак, саник нисяка диона, предательское соглашение, он, саник. Хазмек жуон, там указано пальцем, что это означает. Можешь прокомментировать, можешь от себя прокомментировать, предательское это соглашение или нет? Я очень постоянный, ну, сейчас хилил кличками, и так оно будет хоть через 10, хоть через 20 лет. У меня не кличка, у меня это Хайдион, у меня не кличка, у меня там... Давай ищи, все выстилать. Каждый раз кличку я просто не буду успевать запоминать, короче. У меня и так память дырявая, короче, к сожалению, я называю так, как привык называть. Мой национальный Ильич Яцба, национальный диаспор Яцба. Это абсолютная правда. Я с этим абсолютно согласен. Правда, ты, конечно, не скажешь причину, почему Яц. Но то, что ищат, это 100%, и это действительно привело к этому плачевному состоянию. Потому что национальный элит, национальный диаспор, национальный культурный центр, и открытие, национальный диаспор, вы права защищать, на свой вообще национальной почве объединяться, здесь группироваться, здесь совместно права защищать, здесь законно садуктишься на диаспорах или ракой, но я тебе он прекрасно, почему, короче, понимаешь, тебе не, это говорит, почему тебе нельзя, но сам факт ты сказал точно. Так, Мичуа, Зундуки. Ведено. Вестхан. Милвар, Вестхан. Бранс, пару слов я скажу. Есть такое изречение: знаешь языки, знаешь мир. Аски Мохтхар, английский хар, чуалдиклю, еще больше, если будем знать. По поводу, кто здесь сказал, что надо интегрироваться в России везде. Но мы уже прошли это, я прошел это. Мы интегрировались в 80-х, 70-х, нормально, да, уже и образование получали поларцам. Нас кинули. Ну, дальше вы знаете. Все за один день не делается. Воспитывайте детей, все будет ровно.
И что наши вот дети английский будут знать больше, и вот это слишком еще полагаться на них. Дальше, пока они там вырастут, пока они поймут, многие вообще вне этого останутся. То есть, вы задачи, потому что мы знаем, что как. Мы задачи, мы знаем, что как было. Мы можем объяснить, короче. Тебе следующему поколению, тебе следующему поколению надо передать еще, помимо того, что он в англоязычном поле, да, там будет англоязычным, тебе еще надо передать знания вот это русского мира ему. Тогда это получается опять, то есть вот эта цепочка, которая замкнута, круголицу, ему тоже понять, следующему поколению, понять, что такое русский мир, самому надо это вкусить опять-таки. И это вот так вот сложно. И культурный центр ЯС – это одно, но национальная автономия, что это вообще не подходит жителям Европы, ногчи Болчан, потому что все разбросаны. И в России, естественно, всегда как бы ногчи в составе России был, а тут это абсолютно не нужно. Харцон, я не согласен с тобой категорически. Если ты не заметил, даже речь ралша, аж болша, междиги пятницу, хам гулла-гулла, как штыки. Ну, это культурный центр Шишки и Яхта. Это одно, а национальная автономия Мубохту, это же... Не, это Ильич отцу эллик душ-то, и вай культуры, и вай, и отцу духах ездиваем, так вай культурный центр швидон. А вая ошгул белче образно Вагнер. Даже конкурс по знаниям религии юпербешника призышлюш. Нохчал яиц. У нас подмена ценностей идет натуральным образом. Естественно, нохчим отбить без аму, без... Герары, ты оптимист слишком. Она уже прошла. Прям катком по нам всем уже прошла. Не, просто хаосишь, там лишь ты на берен хухиядуце. И шамел герой ребенку, которому он себя как личность должен определять, формировать, центерцунный навык, шаетчин, хуняд. Шамел Абу Хурайра ишбук. Шаец эршо, они даже выглядеть хотят, как они. Вайдэшху царя вохалы. Можно молодежь, подрастающее поколение, оно что-то берет, ему что-то интересно, когда это круто. Вот как они воспитывают свою молодежь. Ну, помимо, я не говорю сейчас в семье обязательно воспитывать нужно, потому что он будет таким же, как и родитель, подражать отцу или маме. Например, вот взять этот фильм, который вы все знаете, «Викинги», как они воспитывают преподают свою историю, свою культуру по-современному и круто. Да, вот если у нас такого не будет, чтобы наша молодежь полюбила нашу культуру, мне кажется. Да, и культурные центры – это места, где эту любовь прививать будут. Как турки там свои центры открывают культурные, как другие там открывают. То есть диаспоры. Но и что этому препятствием стоит вот это. И когда мы открываем этот культурный центр, он через какое-то время волшебной палочкой превращается в арабский культурный центр. Вот в чем еще проблема. Бог. Давайте говорить вещи своими именами. Я это вижу.
Я это несколько раз был свидетелем. Открывался наш культурный центр. Бахмаду через неделю он превращался в арабский культурный центр. Да, потому что это был тренд Сирия, Бершокас, Кварташ, Дош, вот такой, их представляли такими смелыми какими-то, не знаю, супергероями, боевиками. Это а молодежь, она вот такой, ей нужен, как сказать, зрелище, вот что-то такое, и поэтому слово пацана сериал. Вот поэтому они на таких сериалах и воспитывают. Я не видела этот сериал, но у «Викинги» я там вот не смотрела, потому что все о нем говорят. Вот я сейчас начала, потому что я вообще фильмы и сериалы не люблю смотреть. И не смотрю их. Единственный сериал, который я посмотрела, я сейчас отошла чуть-чуть себе, Эртугрул, и вот этот сейчас, «Викинги» смотрю. Так я не смотрю сериалы. Ну, они все свое преподносят, вот так, и сейчас от мысли отошла. Ладно, говорите. Давай, пока от мысли отошла. Вене украинцев вообще там жестко там прессуют. Если так пойдет, Украина не разобьет Россию. Вы там остановите Вене. Иврен, Дагдоран, Швеция, чеченский центр, Хаиль, Ница. Через какое-то время, типа, бывает диктации, название, Войнахский центр переименовать. Ну и как и можно было предсказать, то есть Нострадамус Колцевес, буквально через некоторое время исламских Ильеза переименовали в исламский центр. Ну тогда их же большинство, их больше, а нас меньше, и нас должно быть больше, чтобы сделать трендом. Лейла, их было меньше, я тебе говорю, просто могу поклясться тут на месте, что Сахави их меньше 1% было. Просто когда они начали свою пропаганду, им не противоставили контрпропаганду чеченскую, потому что такфир будет получить перебор в штанах куеша, им позволили сначала на спину, потом на голову сесть. Потом они все... Да, я понимаю. Винс Бохас, вот сейчас нужна эта контрпропаганда, вот сейчас вот такие площадки. Еще вчера нужна была, сейчас. Сейчас совершенно... поздно, конечно, никогда не поздно. Нужна была и раньше, и, Тесла, совершенно верно. Почему их стало много? Потому что Сусанна Кейнова Дамадевой, потому что такие, как мы, не решались против них сказать, что нет, это не должно быть исламским центром, это должно быть культурным центром чеченцев. Туда не должны приходить одни только национальности, которые исповедуют религию ислам. Туда должны приходить и все западные люди. Только так мы можем преподнести свою культуру Западу. На Западе не все мусульмане живут. На Западе огромное количество живет других национальностей, которые о нас не знают от слова совсем ничего. Если и знают, только знают с русской подачи. И потом мы жалуемся, почему все западные люди нас воспринимают за русских. Потому что мы опять, я возвращаюсь к своей проблеме, потому что мы говорим на этом языке. Нас, их немного, это нас нету, нас просто не слышно и проблем. И поэтому нам кажется, что их много. А на самом деле их очень мало, Лейла. Нам нужно учиться или вспомнить, или, не знаю, опять как-то вот это качество, говорить, мяршхел, не бояться, что тебя обозут исламофобом. Ты защищаешь свою культуру, шудукдаш. Ты защищаешь свой народ, когда ты выступаешь против исламского центра. Ты не выступаешь против ислама. Шухейтиш – это сброшенный, ложный нарратив нашего общества. И все его приняли почему-то. Когда я выступаю за свою культуру, за свой народ, мне говорят, что я исламофоб. Нет, я не исламофоб. Я чеченец, защищаю свое родное. И хочу это сохранить. И религия здесь совсем ни при чем была. И да, Алдиш, майр.
Пускай ты будешь один стоять среди 10, которые говорят тебе, нет, ты не прав, ты исламофоб, но ты будешь один, но ты будешь защищать свою культуру. Ишт Господи суд. То есть, ты просто, ты понимаешь одну вещь, что религия, они-то внедрили в жизнь религию свою. А религия это не просто вера, это у них это устав. Как нужно правильно думать, как нужно жить, как нужно иметь отношения с другими людьми, где там у них есть четкое указание просто ненавидеть их за то, что они другого вероисповедания или еще что-то любят. Ишт могоца шады. Го, потому что мы это допустили. Сайнберг был в первую очередь. Поэтому я говорю мы, потому что мы в свое время не выступили против, потому что мы в свое время промолчали. Мы молчим уже лет 30, поэтому у нас сегодня нету этих культурных центров, потому что мы боялись. И просто боялись, что тебя обозвут исламофобом, что вообще тебя выкинут из общества. С нашего попустительства все это произошло. Это же не просто так произошло в один день. Конечно, даже страх моюцы. У каждого человека есть страх, и никто не хочет быть образно оказаться безбожником. А почему у тебя страх оказаться безбожником? Почему ты боишься защищать свою культуру? Вот что я не могу понять. Почему сегодня Нохчу боится защищать свою культуру, историю своих предков? Я могу олич, хадеш дисандолхум, итун годах уже яхич, хажахан хаут дуэллавайкам. Это непостижимо. Мой разум это не может принять. До чего нас перевернули наше сознание, что мы боимся защищать своих предков. Вот для таких, как ты, допустим, который не может это принять, то, что вы запечатанные, ваши сердца запечатаны. Да, они говорят, с высокой колокольни. Они царь, это обыкновенный диалог, который я сейчас тебе привожу, когда у меня сталкиваюсь с людьми. Они этими законами берут и естественно, мы выяснили, оказывается, 90% нашего войнах бой, мы религию не знаем совершенно. А ты не будешь выглядеть жить идиотом. Не знаю, пару слов знаю, таких модных. Извини, перебила. Пару слов таких модных знают. Я помню еще, когда это все начиналось, субханаллах, там вот такие модным считалось вот эти. И все, так религию, конечно, не знают. И еще насчет языка, помните, Халх, ты, по-моему, Ярага, что ли, сказал, что газ кышан вей аудалхит, если цейр муатвайн хуштагалчи. Да, пошли они, ну и что, цан аудалхит архуду, но они тогда, я помню, все было так, что мы и сами согала айню, я это все хорошо помню, и раскума цеху ушвек, колхозник хитер, еще какой-то деревенщиной считался. Вот Лейла, это совершенно не цехет, почему образно, я на такие вещи обращаю внимание. Ты понимаешь, чем этот человек довольствуется, в чем он себя сильнее ощущает образно. Ты это берешь и используешь против него. И все. То, что ищак валит, дуйгум дока, и все. Ну, сейчас мир другой, сейчас все по-другому. Сейчас есть интернет, сейчас есть современные технологии. Если перейти на английский, ну, мы их тогда, ну, как сказать, не обращая на них внимания, будем развивать свое. А мир уже узнал о них. Уж бойзан уже. Хотя проблем решен. Что знание русского языка многим
из наших соплеменников мешает интегрироваться в западное сообщество. И он заметит и не аж. Почему? Потому что они, живя на Западе, все равно находятся в лоне русскоязычного информационного поля. Если люди переезжают первым делом, почти первым делом, но я утрирую, конечно, что они делают? Подключают российское телевидение. Живя на Западе, слушать российское телевидение, это вообще опять мой разум не может это принять. Хил нер чуваш, чувак, раскомот, хеч, вона была, мичарио, что хил ойл юрос, та ойл, да хажволвяч, оказывается, у них телевизор работает на русской телевидении. И вот еще такая проблема. Мы можем жить физически на Западе, но остаемся этими русскими. Вывести девушку из деревни, но деревню с девушкой никогда. Вот точно сегодня там подходит. Русский язык людям, которые живут на Западе, он будет мешать во всех отраслях его. И в быту, и на работе, где бы он ни был. И он мешает. А дети наши найдут информацию о них, конечно, даже, Лайла, конечно. даже не зная этого языка. Ее полно сейчас, интернет есть для этого сейчас. Поэтому надо создать условия, если русский хочет с нами говорить или найти общий язык с нами, нам надо создавать тоже условия, чтобы он пытался говорить с нами или на нашем языке объясниться, чтобы, или он знал английский. А проблема я в чем? Я всего лишь раз за 30 лет был в России, и то я в этом аэропорту у них, я принципиально с ним не говорил на русском. Когда я с ним не говорил на русском, они ко мне относились по-человечески, с услужением. Я видел, как русскоязычных поставили в одну очередь, англоязычных в другую. Я был англоязычным в очередь, и к нам относились очень хорошо, когда русские стояли там часами. Этот русский язык мешает везде. Его пример, маленький, бытовой, но это пример. Перестаньте говорить, перестаньте с ними говорить на русском. Где преподается английский язык без вспомогательного русского языка? На чеченском на английский, может быть, будет на халярцу. Нет, ну мы сейчас о европейских детях говорим, а европейские дети могут не с чеченского, а с немецкого на английский, с французского на английский. Мы сейчас о Европе говорим же. Вот именно, вот для наших сверстников, как обучаться с чеченского на английский язык. Может, мне подскажет, тут я бы с радостью принес. Ну сверстники, это 40+, это уже, они уже, я не думаю, что какой-нибудь язык овладеют. Ну почему же? Овладевают же каждый день, приезжают языками. Да, это зависит от самого человека, Лайла. Там нет вот такого 40+, и ты не можешь. Домодаться можешь. От тебя это ну зависит. Да, это меньшинство, если в процентном соотношении. Я сейчас акцентируюсь на молодежь нашу, подрастающее поколение, что им не нужно с чеченского на английский, им достаточно с немецкого на английский или с французского на английский, или же английский уже те, кто живут в Америке. Извиняюсь, Ахмад мой английский, потому что у тебя не было российского паспорта, ты с этим иностранным паспортом им всем Меркель проходил из-за этого. А так, российский паспорт должен, ты, наверное, не смог бы так. Да, но там же у меня свидетельство рождения, паспорт, место рождения. Я моя риса Грозный, Алязин. Они когда читали этот Грозный, на раз мог быть царь. Это можно. А суцакит, вот я просто не признавался им. Хотя допытывались. Он маха был, бела, бешхейза, азбасу, шау, цакит, раз я не понимаю вас никак.
когда я отказался говорить на этом языке, они просто меня взяли, Бахмаду просто взяли за руку и отвели к англоязычному этому людям. Мы сами не умеем пользоваться этими русскими. Вейду аудио. То есть, как мы думали, что я швучка хаец ашонсо, что сети, ночью там мухриду, клавиатуре, ночью там мухриду. Из ночью там, бедный вот, а я звоню с чехом. Царь проблем, я шорт, вот покажи фотографию и скажи, вот это клавиатура, к ночью там, лишь модать. Тем более. Вот это клавиатура, да. Жимолчи, азбука договорено, там тебе картинку показывали и показывали потом, как это звучит слово. Цунде ас амин бол морт бу я там суал хенчка яцер и интернет яцер шумбали глаза. И не было вот этого русского словаря. И я буквально по пальцам там, по жестам изучал язык, в котором я нахожусь. И прекрасно изучил этот язык. Нам не нужен этот словарь. А? Сколько языков знаешь? Сколько языков я знаю? Я знаю очень хорошо два языка. Сайнох чисо, ашо пачалка был. А дальше русский у меня... Я это раз, хинт бьюсь по раз, просто бить белир. Тут волшвей, сухалку, швахен, школныш, я этот просто бытовый русским с акцентом плохо говорил. Ну, как-то говорил. Оставим бишко русским, а много in Discord чуван с 16 года я находился в этом русско-украинских чатах. Царь Амир сон, может, духде. Я там опять набрался русского языка. А синсок был метнеш амин, русским мостир амин мостнеш бац. Я их сам учил. Ах, что дальше, я уже перешел на этот режим базы английского языка. Я там принеси, он неси. Словарь карьер, я просто изучал с английского, с этого языка. А сбоку при желании, что дашь, мосом, мосом там, гарьятив, это всего лишь отмазки. 40 плюс дусу, это принимают твои мозги, если ты очень сильно захочешь выучить иностранный язык, ты запросто выучишь, потому что тем более сегодня, там, век интернета, есть очень много программ, которые тебя запросто ты можешь изучить любой язык, если ты хочешь это. Но если ты не хочешь, ты найдешь всегда оправдание. 40 плюс, дай 50 плюс, дай, ваш дай Бог. Мотивироваться надо. Если говорить битмотрас, в общей сложности, там где-то флуент, где-то поверхностно. صديق الدرس ما سرقي والله ديح تشاتشو لورياتو والله ما حشتو تجديد تدوين غاز بوش منش بأوكرانشик. Сачо, والله на секунду я туда зашел, он говорит, батальон Джахар Дудаева, там батальон Хуисик, Масур, Пасур, короче. Они все ФСБшники, они вас дискредитируют, они мусульмане, ахлюшки, махлюшки, гуманшуич. Делаешь, бол сагдуен, сацвай, дехардай, али, цахамдайшин, валай. И лишь часть украинцам ввязываться, детали словесные, оставить их нахуй. Да, багу виза, частично багдек бокцу, он цабошуцу, тига, иштрич, тига мел, обяш мел, бусок почал, иштрич. Тахан, вещь, тахан, не нужно нам эти вещи говорить. Мы сегодня не в такой ситуации, что эти вещи говорить, там, раздольно, хилбиш, да? Тем более, цена, цена сделаешь, цена вышли, эти лебедчук, раквин, там, вещь, да? Тем более, говорить ФСБшники. Украинич, но хошлам бяш, ойла шахлца богу, там был, опять уносить мадуэ в левую сторону. Около хадули, демократию чек, худу, меду, блокч, мухиета, церквач, мадацуэ, хума. Цера, можешь, я спел к серьезно, но церквач, политики, это история, шайн. Ну, я понимаю, что масу пьется, абсолютно пьется сюда. Мы тахан явно голословно, да, уж ФСБшник, уж мусульман, ахлюшки, махлюшки бор. Они вам дискредитируют, они внутренние, хачувили чувахтин, горюшник, они внутри вашей республики, страны, бомба бор. Гумаш, сон диктатор, лично мне не нравится это.
Сигур, и все равно, Дагумдаться, это не тема у нас здесь обсуждать, потому что у нас нету каких-то полномочий там кому-то говорить лица, молиться, что и куза халва хило темы насчет культурных центров, Ашидуич 25 раз мешает вписаться да листырсо, уже Тесла давоган. Ашидуич, вот Тесла Хойшина в частности, опыту на этом уже. Мы здесь тоже культурный центр запускали и уже знаем там, как это работает. И сега, вел проблем не только обдулайчество. У нас есть проблема, страх, потому что люди там ездят домой, даже кто не ездит, там дом построил кто-то, и вот этот вот страх, эта боязнь, он не дает нам открывать эти культурные центры, даже если они открываются какие-то нейтральные, а нейтральная это вот тема там религиозная. Поэтому оно все в это русло вот туда идет. Как-то и хочется, и колется получается. И вот как это перебороть в нынешней ситуации, я, например, постоянно это там в мозгу пытаюсь крутить, ломать вот эту голову. Как бы вот можно было бы запустить, чтобы и люди в это дело там участвовали, наши соотечественники, которые постоянно находятся в страхе. И там, чтобы культуру, вот это вот дело, и ее как бы прививать молодежи, запустить этот процесс, и потом, если раз сзади станет какое-то представительство, да, там от русских или от оккупационных властей, и они начинают там свои интересы какие-то представлять и в эту среду ее как бы крышевать, скажем так, да, то там сразу люди дают попятную. И самый легкий выход из этой ситуации – это резко перейти на вот эту вот религиозную сторону. Она сразу становится приемлемой, и сразу там как бы начать копать колодцы, там, начать побольше молиться. И это такая нейтральная тема, которая полностью поощряется русским оккупационным режимом. Поэтому это не просто так, что мы вот какие-то абдуллаки здесь на Западе абдуллачимся. Вот Тесла, когда говорил, 1% не было, да, не было, 1% только был там. И то, может, не было. Но потом вот эта вот система, она потихоньку задавила всех. А ты не можешь противопоставить этому из-за того, что тебе надо домой съездить, там дом построить. И вот так вот ты заложником этой ситуации становишься. И вот этот вот порочный, замкнутый круг у нас, из которого, вот как из него выйти, вот это вот надо как-то либо должно что-то произойти, вот с русней, денацификация, что-то такое крупномасштабное, чтобы люди раз вот от этого избавились. И сравнивать нас с турками, с какими-то другими национальностями, у которых здесь культурные центры, это вообще неправильно и некорректно. У этих людей нету, их не преследуют, им дома, на их родине дома не поджигают, там родственникам угрозы не представляют. Вот ты здесь даже в телеграм-чатах где-то участвуют люди, уже у них дома там подтягивают их родственников, чтобы они здесь молчали. Понимаете? Сундел это не из-за того, что культурные центры, вот это движение, не из-за того, что мы какие-то дебилы там, будулаки. Нет, это не из-за этого происходит. Это будулачество, это радикализм, он происходит не сам по себе в нашей среде, не из нашей среды он вот так вот произрастает.
это аккуратно извне накидывается, и в силу того, что мы вот преследуемы по всему миру, вот этот страх, вот это вот, короче, преследование, угрозы и так далее, вот поэтому это все и работает. Высказал. Маршалду Масаги. Радух Шварцо, за Зудри Альчутри Даул Русо, Бершдош, Мария Арбочунг, Мария Зучун, Кадум Хасуна, Хундон Альчес Халт Эрлдуи. Действительно, Кадучин. Хасхич Янахерят. Так, вопрос возникает. И Арби Чуцевич и Нохчи, Чуига Нохчи Чунгулери. Отказ дир Альцахетсу. Ак, и мэр Цундини, Вашиани, а и вообще яду, и мэр Ин, Даяки, Ешутун Гергер Нахят. Цава Вачучи, другой вопрос. Мэра Вашуани, вообще яду и Авен Харбуаршу Бохом Шубаршу, Сумшмае, Самет Ясад, Вахайша Буаршу Мятсуна, Дилер Буарш Сахулчун, Зуда Мария Удудер. Abu Qudami, Abu Saddami, Abu Tani Adinek Bokhshar Harum Shui, Liashko Zudri, Mahi Bokhsewa. Hitso Kavienje, Nasuelista, Noches Bette, Tilwan to us. So Bette, Hoshdiat, Lusutro, Lamush Dash, Lamush the Hoshdiat, Lutuel, has rather known the diet. Lamush the Hoshdiat, Lusbonach Bui, there whom did that. Ush Ujesun Kirchu, Hidek. Und Sekwertja dikt. Sekwertja dat societ war wat peruje den te raznaglas jas pretioret yashkhir und seyb noqchi tahum khirdat. Ish qus kit million hawali ish nish bul qus habakchi noqchi ta dias per khiriat tahum akhiriat shuna I oshiat duser mari bar biakt bat. ويتانا الدين دول هر هم سيرشون تحكرا وجا قالوا اشتغل شوي زوجين هو بيحكبوا تعال راح اشتغل شبا اسر هون ديال دول هرقم وحيخن بيش كوخش بوكشون أبو قدامي أبو سدامي تا ملو أبو زيدي ومالك أبو خيل دعوانك ونحكي الدقي راح شو زوجين هو بيحكبوا خزخيت يان خير والتخيت نحكي شو يجي الشري عربوشون سيايت دوي يحدقون وين بورشنا عشان يحتلات دي زوجين يحتقوا سمجون سنة ردو كاتوق أور اتحاول إلى نو دوسون هر بورشنا ميتشابو باس خيتيس بوك بورشنا ميتشابو نحكي شو يجي سيايت دوي أي يانيك ويشون نيردو وين نحكي شو يالي مالي خير بو بيتايلا Bola suot dokument mo suno samet tu badich masit tamut daat khabar dos ya wazul chu ya lin chu ya zud wachu te khabar daatna dos hanig يا هاروش إذا وجه بقت نخبر شو تبغى تشين تقيا خبر شلكش دول شلكش يغل نكش بوق عربوش أكون هم تباس أتبع هم تباس أبشو ويتأتوا يحكوا نيسك وسون دايوتة السون بقى ما يروش سيتوات خيري وش خيري تقوم شو كيجوا زودوش تيحكي بولي بورش نخ شاء أبرديت دوينال دوش خليه شو شاء دوي أرديزك لا تشق ولا سو هم قال وحشوات سو أبو سدامي أبو قدامي وريدر Veteran, imiz yalan aşmayat, tappel, etdo, hon videos, gushyaç, Instagram, sani için. Propagandayas, довольно. No, دوي وي نو دوسون هالدول وي بياخنا وي قدع فرق دوليش واش مداتي زودي دايو يحسبوا السو نورمالنا دوي ايش بياخبن وين هدو وي باس وي بوارش ناخدو بوشتول وين هدو وي فيت يسبوك دي اسمر يلعالي خطيابي بروباغاندير ما ياتل شو بروباغاندش ياش وي بوصل دبوش وين تحليل واش دي قش دو وين دحلو واش ملتقو اسو بوصل بوات باخ ديلختي شو باخ اشتالي وياك بوصل بعربو çünkü yagan huma ezdat nacionalni diaspora tu evdu أعبويتشار هما إذا nacionalni diaspora sunca herlamış da busul bir boş hoş biyatmış nah busul guş sas dukbol noqtsa basa gergalu haddu masit bi wat her busul bu boş melek şa da wahta şu melek tan wahta duy
كيلو دوي تانش تا واحد شو مالك سو واحد تغير شو خيته سو نقطة مرشو يشتغلش كيل بغيرش أربعة شو وانا حلو وانا كيل بغيرش بو خيته أقوية واحد أتغير شو مثل شو زودش ترزب براتس حشوا هون تاج جهاد دوتش بش دين هو يخش زودري مبات مهندس زودري مبات أنا دياسبورية زر خزدون خز حيوش أختوش خز حيدون بتشاسيم غيرن بيت خز عين نقطة وماديش بات أسبوع نقطة بات مرشوي تاقي تا قون غلي تا غلق ديت وق ديت بات لو لامزن هوش ديت مش دوت خبوش بولناخي تا خدو تردو هو غلق مرشوي تروح تاج هايدي تو منه تو رقم مسجد تزجيج ستاج دقم يا تخيل تاج سوجا ويزر وات سقيه تم خيط مش رازني بوق هذا زمان ابا بيش سوات مست فوست نبوات وصحامدو نتنال دياسبا زتريت لتسيج اقوامش دينا ووش سقيش بوليش والله الى مش اختون ديال زودري ماني يوار بوكوي سو ابو قدامي ابو سدام بوك اخ وقت ليت إنت أسام إردون أسودين هايوس يقول هايوش زجلان باسبورت شو يقدر حي ترقير شلق أميل سين بقول ده ناخ بات السين شو تكية تروات شيق أميل دي شلش نو استعدين يا خلوا لوريوس دين يحشقوال خلوا لوريوس هون ده أجت يحشقوال زجلان باسبورت شو يقدر هو قير حي تر رسيسكي باسبورت إسدات إنا سين أتوغا متك ويستخلهم دينا سين أتوغا يشخليوش سو تأوى غير صغير ميلو أور غير تدوي تخلي أقحو غير كل حب بوصل باخل حب ميلو يقول نتاحا ومواتها كج تا نخل بيش جاخير واتنا ميلو متى آخر وخو أكل وكرو خير وح نتا نوجلي مستي نوجلي سافريمي وخير واتك ودأت حب ميلو متى يقولو السودلو حي نتك حي قل ميلو حي يشو من تا يش بتي حي إسبوز وتني لرد ديز أبو قدامر أبو سدامر خلي وين ميلو قوي سوند زودري دايو هربوشن وي وقل مجواشينا إيويت هاي نوختي ويجيرويت وات توربل وات ميلك أربعة هو ميلك أربعة عام وشوي أصبح يبصوا الدين ده شوخ مسات جرجلوش ده دلقس سون تورنش قدوة تلاش تورنش وها وقل مجواشين أتون قمير دوت شو كيره يغلق يغلق يح ما يحتن وبشي سلبة خراكتر ناخ ما بونش شو القيت الجيم يكسيول شو اليدوي نل يسدول شو ما دوش ناخ ما تولون وقل في القيت الجيمولتك بايس خير بوارش خير قندات بوارش ندوات آخر أكتر هندات باهدي شغلش تقوي نبوزول بموي تون فلسطين يعدوق وصل نوختي يعدوق لز تون دوين الدات خير مي خير نوختي يعدوق لز دوي نوختي يعدوق شغلش نوختي من تشقوا عليه شغلها فلسطين يعدو تلون شو فلسطين يعدوق لز بدو هرب الله اتيازين دوي هاي اشتلون تو عشان هرب الله يز اشتيل دوي نوختي كسبو مات بيش بيش دوقبو نوختي دقدش دوش قية تنبوش اتومت يحشق بولو يرش بيش يزبوشنوي استوتش وات جوالا هار استوتش خلشي استوتش نوي مش داقيو هربر لتي ميرت دوي ادوك ازوتشن شونشن خيت هنداج نو اي ابو سدا مر قدا مرسونش نخ تخيت بلا تخيت إناخ نوختي بالهاري يتايخ تنبر يتيا وبورش دل هاردوي سنت يدوح با سنت يربخشون اسدوح هاردوي وبورش دل هاردوي وي وحتا غيرش دو ولا لا سهوق شوم وات ابو سدامي ابو سدام من وحتي اروش وات يسون غدو دوش وات شوني تكتخيت يتي شو اخ حي شو اشتيخن بير بو حي انت ايش تقردو هم قال وحش شحاب غير كنشنا حوال بورش شغل إلى مدة تعيش وردير بورش دوت قميرش داش بورش بوش قي واشفلش بورش بيشر خربو ليسو دوق ديت ده فيتران او تساوش بقيتشا تاعشتا خبش دوت استا خين شيوخريو نوختشي بوتش اشتريغا ديتش دوخ روخ شيتك زودري حلا نوختشي وتجاو زودي استا داوش انت خين تقاتشيتا اول ما يس همان تاج دوق المسير بيربيت واه اونول ساهوش اناخ جوش داتنز بورش ناخ جوكسون سغينر تقوق جيت ان ميجين يستاوي استن ميشا تومو ميشا وتقوتو شاوجي قين تقو بوخ وجه شنو يوجي تو شي سلابين كلي تو وجي حيخم تن به تن بورش حيخم به وجي سلاب ووني تن دوزل وجي نيتو خراكتر شو ال اتشو جيم يغلدوش ساي خراكتر يوش واتسو ما وات تو هو دوزل قي وربو ليدر تكشي هو دوزل حيخم بيربو
Gush mother her khasiyach duch madatis. That's no look. Stote shveler و normal nochchi. Stote shve qiyatam bosh. Et stote shve bar istagla dormadu. Tantagi bar istag to barsh dwashaj. No yoma alrah shwat. Ter hangla dordu. Ter khash shuba madat. Ter khashki abu qudami, abu saddami, abu zaidi, ishbuk velu akhi waji. Umar dok Umar washuri tani adinik. ishbuk وين خش ishbuk te просмотр شو там десяткам хокканаш кайш 100-200 просмотров за 20-30 тысяч просмотров ой кам не скудацой там 1000 раз больше просмотров у них ветеран хаз башука балонш абу аминай абу сумай абу райанни бокш смотри бях бат борштов ша борштов зудрит табуйтас уже и сандага моды дела барасам абу райанаш детевис райанни да уйчу я дуки я мадухар я тахият чунам дат им камилш дяш ему черх литер камилш дяш иру хокка хар камил шер дит диш датсер мадер дит диш ду шер хайдота халива тан дучура но قوم ختصدل هم دوتش ولا حدوغلوش ولا هم مدر ديت ديش دوك ديت ديش دات شير ديت ديش دات مدر ديت ديش لازم بوي وي بروبليم شوي شوي يوتش سوج اي بلز نيك تياشوج ايمن ايمت كي ليش تياشوج بايد ما باتا اوبشي بلتات اوبشي اتوني ويربلوج ما تشا ميلير تون ولي خير بايات تون دوتا ابيديت تيل خمل ايمايو تون دديش 8 ميل دخ بايس ايش تقص دخل باسبورت ده российский паспорт. Это ламаш до ошти атуач. Телефон даях, شو ده اي نوخشي وجه نوخشي بوتي خاسون. سير كويرتشا هما يوتي ايش وهاتي اش اتشي بايخمر هر الري ابو ثاني ادي عمر سر الري ابو بكر سر الري بوش اتورنش يوتش. سير اتورنش ميادو سير ناخر بات. تورنش دوتش ديش بول نابو تورنش ديخوته. هم شيت الا تاتباش. دوغلوش دومول توام بيوتشنز جيلكوين. دوغلوش ناخ كزبر вообще как бы цабас бар дук беш куерш бар он бьет куерш вообще бацер бусал веже куерш бар да куерш бар рохчи маршон эцман сагат яш как бар но и перед он дабелчен эрбел шол дук бар иш جهاد مال دنيا إيش مال دكبر يتوان بالش كذا هذا بيرو يتوان بالي مودر و президентский площадь дала около мелвек и бакена даюч саюч сабеш ирхкис буш юш разкис буш юш санавар гуэн штюш юш угавар и масери бенчи ирцер цигда көвчер цана и бенчи и таши бом тюх и нах бойт цабай и цагил пекарш там бэрбали а хор шарек нах хана юх калуш дилш о хосир зукри кек циги хасхи таинци кой курбат унда циг мочос бал ах шло жалки кек ах шло артаюк ирардин маю цаг бохш хайна яхтагиетон ой бусул бу алвану цер ах ло алвану وحبوخش دوي خيتي تاوي ابردلت ددي شومدوار قبيلش دوي بوصل بوات بخت السوديل اختي شو شوي قالوش دلخ شا بوصل با وهرايو نختيومش ديش ينها تانسا دو ابو صدام ولا ابو صدام كل يا دوق نبا صبوص بوات ديل خوش ديل ديش صبوص يبقى سوتيرنا شو واس مدسياتك شو سوسان هي ابراهيم اسفينس ديون كاستي اوكراين ديون чуть قاعدة مدو сосвее вены. Если так пойдет, Украина точно это не разрушит. У вас сосвее Ибрем и вены قاعدة مدو تيجا чуть-чуть. Рахин Цауок шутига цаахди датчики мы поддержим Украину бахцу он просто агента Золкина разносишь вы украинчин разносишь вати а конкретно добавить и агентчин короче Украину мы поддержим даже что Украин что борьба себе за то что Украин поддерживает и любах вейдис короче но и раз нарратив аж и пропаганда чекулючо цана ша духалу бах мы оставьте нас не упоминайте вообще ба ночью куда бьют ваш на вас же Россия напала ба Россия на вас напала ничего он бьют вас вообще ночью ба то короче передачу и обязательно записи хаус лишь короче полный разнос сешн
с моей стороны, дик добавить дешон, короче. Полностью, абсолютно, жалко. Вени санна гуанук ахельвиш, это только так работает, что мост супса, поддакивать, соглашаться, должен быть такой же, как Вени. Это только так и работает. Хороший, плохой полицейский, шунхезишун, вот таким способом. Там Вени, чутюринцан, тума еза. Пойдет дипломат, будет находить общие компромиссные темы. Ищет болба бесать. Иначе в Москву везде со всех сторон только нас во всех грехах обвиняют. Во всем виноваты чеченцы, что русские плохо живут, это виноваты, оказывается, Кадыров и чеченцы, что Путин у власть, оказывается, виноваты чеченцы, что у России там криминальный разборки, опять виноваты, участвуют чеченцы, да чеченцы освободишь, когда мы будем защищаться от этих русскоязычного мира. В этом русскоязычном поле информации везде виноваты чеченцы, как в свое время, везде всегда были у них виноваты евреи. Да, мы переняли эту эстафету у евреев, потому что евреи сумели, наконец, в каком-то веке добиться своей государственности. В тот момент, когда Израиль стал государством, когда у еврейской национальности появилось свое национальное государство, мир, в том числе и русские, перестали о них говорить в таком качестве. Где прямая аналогия с нами. Пока у нас не будет своего национального государства, мы будем вот такими людьми для всех. Тезон, серьезно, вопрос под угрозой. Сатве и Вени, рад идут цыганы. Украина поддерживает Дешу, Россия террористическое государство, он все правильно говорит. Он просто агент. И как он в Украину пошел, его украинцы отправили к этим. Вот теперь буду легче, вы? Можешь воздать. И как они там конфликт с ними произошел? Это причем? Ну, ЧДП мои все-таки надо сохранять. Костюм. Возвращение Будулака. Вени, Юра, ведь давай. Я хотел с Вени поговорить. Нормально, Дон. Вени, черт побери, Вени целуются. Зульдуки эти, вот. Бессмертный этот. Его гасишь, он все равно вылезает. Да, я ему просто хотел объяснить, что сега и чего из Европы, а диаспор, он им выстрелу алларса на эту тему. Короче, почему я? Мы массан хари. И он нам наше вот это дипломатическое положение как бы разрешает это делать, я не могу понять. Или говорим правду, или ведем дипломатику. Одно из двух. Формат этого. Не тот формат. В смысле? Насчет чего вы говорите? Если вы хотите прокомментировать какие-то моменты, ну, это нормально. Просто как партия, эмоционально. Они не должны преобладать здесь. Ну, трезво, четко оценку ставить ситуацию. Вот то, чем занимаются блогеры, да, Золкин, Молкин, вот эти вот, Шкарпенко там. Вот эти вот деятели, они, если понятно, что это их работа, чтобы интервьюировать вот этих пленных там и так далее, врагов их, которые на них идут. Но когда Золкин садится и через вот этого пленного, через детище, которое всем миром, с подачи всего мира, которое выросло, целое поколение вот этого детища,
оно теперь пришло туда, в Украину, и там вот это, то, к чему его весь мир призывал, начинает осуществлять, то взять его, посадить напротив себя и через него пытаться как бы через него посмотреть на весь чеченский народ. Задавая ему вопросы пленному, вот пленный мудила какой-то, которого поймали, я извиняюсь за некорректное выражение, ему сесть и у него спрашивать, а почему вы женщин своих не выдаете там, чеченцы? А почему ты бы свою дочку выдал бы там? Это что за вопросы вообще? Мы же специально с Золкиным выходили на связь, нормально поговорить, проинформировать. Он начал говорить, да, знаю я все, мы все знаем. А тут сидит, посадили пленного напротив, и через него вот этому, который полоумный там какой-то, ему задают вопросы, и потом как бы на всех чеченцев проецирует их ответы, вот этих людей. Людей или кто они там у них. Вот это вот неправильно, и это явно предвзятое русское отношение. Вот именно русское отношение, предвзятое к чеченцам, которые по всему миру русские прогоняют, да, пропагандируют, вот это ничего там, никакого отличия вы не найдете в этом. Точно та же самая русская пропаганда. И это, я считаю, называть своим именем, это вполне нормально. Но говорить, что там все украинцы, там украинский народ, нет, украинский народ сегодня показывает всему миру, как надо стоять за свое государство, как надо защищать. Вот как то, что у нас было в начале 90-х годов прошлого века, вот эта сплоченность, вот это национальное самосознание, мы это здесь часто и проговариваем. Вот это же сегодня показывает Украина. Из-за них, как вот здесь сейчас выражался Тесла, хоть эти украинцы пускай ненавидеть будут чеченцев, хоть как-то, потому что мы-то понимаем, что у них вот это в средствах массовой информации происходит. Но при всем при этом, вот мы, люди, которые видят и которые стоят за правду, да, они все равно будут поддерживать украинцев, потому что они на стороне правды, как народ. Знаешь еще в чем подлость? В российской армии, там же какие национальности, понимаете, там очень много армян, там очень много грузин, там очень много, я не знаю, осетин. Там есть много кого. И просто не может быть, что за это время вот этот Карпенко, Золкин, им не попадались эти. Значит, они специально это не делают, потому что если они поставят этих грузин, и тоже они будут там звонить, и они будут парафинить вот этих здесь, то им прилетит через дипломатические каналы от грузинского государства. И те сразу, и вот из-за этого не делают. То есть, вы беспомощный был дело, на нас, короче, там, на нас можно, на бурятах можно. Но в результате получается, что они не трогая вот этих, а только говорят, мы тут много русских борцов. А ты же видишь, там всего лишь несколько раз были чеченцы, а остальные русские были. Да? Вот и получается, что воюют с Украиной, оказываются, русские и чеченцы. А остальные вот так и пошли, короче. Не, если Карпенко, Золкин хотят провести культурную передачу по просвещению чеченской культуры, как у нас замуж выдают, как у нас свадьбы проходят, за кого у нас традиционно как бы принято выдавать, за кого не выдавать, там, со скольки лет, как сам вот этот процесс происходит. Мы можем в любое время, значит, насчет этого сделать передачу. Зачем эти люди сидят и вот этих пойманных, которые там не А, не Б, вот как ты сейчас сказал, да, почему там не видят других там не надо видеть. Там нужно точно так посадить украинского пленного, который в русских рядах пришел с Донецкой области, от Пушилина, от этого, кто у них там еще, Аксенова, с вот этих вот украинских республик, свободных теперь как бы.
Давайте мы тоже тогда будем называть, да, сейчас, что это власть украинская. То есть люди, которые оттуда пришли с оружием в руках, посадить его напротив себя, связаться с мамой и начать говорить маме: вы почему присылаете сюда ваших сыновей? По-украински можно даже, русский не надо, там же знают украинский. Что это такое? Сидеть и вот так на маму наезжать, объяснять. И вот это потом показывать. Чтобы остальные мамы из этого Хуйцер, из Мариуполя, из Крыма, из Донецка, Луганска, чтобы не слали туда украинских солдат воевать против Украины. Это же четкая аналогия. И то это не такая аналогия, повторяюсь. То, что в Чеченской республике происходит, ее нельзя провести аналогию с Донецком, Луганском, Крымом. Потому что в нашем случае полностью абсолютное бесправие, абсолютное отсутствие каких-либо прав. Более того, сидят и всему миру, и украинские вот эти вот, я не знаю, ФСБшники, они, МСБшники, дебилы, они полезные идиоты, кто они, сидят и дальше дублируют русскую вот эту пропаганду, что какая-то кадырка какой-то, он персона какая-то, что она геноцидит русских, что они там преследуют везде русских. И что вот это вот человек, которого чеченцы себе избрали, и они как бы сами как бы себя голосуем, мы, оказывается, себя выбираем там кого-то. Вот в этом вот участвуют вот эти вот деятели, блогеры. И дальше это пропагандируют сюда, на Запад. И то, что вот эти выпады Папы Римского, это же тоже из этой оперы. Нам это тоже не нравится. Мы что, будем сидеть и хавать это, что ли? Не будем, конечно. Ни русскую пропаганду хавать не собираемся, ни украинскую, ни без разницы, ни японскую, кто бы это ни был. У нас народ жертва, 300 тысяч людей выехали, здесь пикнуть не могут. В отличие от украинцев, нас в Европе догоняют. Вот в Европе, в Катаре. В Европе, в Катаре, по всему миру нас преследуют и расстреливают. Русские, понимаете, расстреливают, взрывают, травят. А потом их отдают с почестями туда-назад под аплодисменты всего мира. И об этом не говорят ни блогеры украинские, я не знаю, никто. То, что Запад потом отдает, превратившись в Катар, отдает вот этих убийц. Мы не равны, мы не с украинцами, ни с кем мы не равны в этом мире. У нас нет прав вообще. И мы будем за это бороться, за свои права. Кто еще может за это бороться, будет за это бороться. Да, украинский народ стоит на правом деле. Он защищает свой самобыт, свою свободу. Дай Бог им всего удачи, выиграть, победить. Потому что от их победы тоже много чего зависит. Но какие-то гниды, когда будут вот из-за этой оккупационной системы, через них проецировать на весь чеченский народ, потому что нас это тоже касается. И говорить, что это какие-то чеченские власти, там, вот этих русских пехотинцев вот так называть. То есть мы не собираемся это хавать, сидеть и слушать этих ублюдков. Вот как-то так. Вот это выпады Папы Римского, это то же самое. Оно дальше транслируется. Русские дают подачу, украинцы принимают. Здесь гниды в Европе принимают эту подачу. Если ты вот здесь обратишься куда-то, давайте вместе работать. Нас преследуют, нас радикализируют здесь. Давайте вместе работать. Никто не хочет с нами работать, потому что русский газ, русская нефть,
потом угроза, потом вот эти националистические русские партии, которые здесь орудуют. Все начинают давать заднюю. Потом, когда уже что-то произошло здесь, годами кого-то завербовали, кого-то посадили на ИГИЛ, он как сейчас в Бельгии. Потом этого игиловца начинают судить там и называть его чеченец. И это дерьмецо, извиняюсь, опять еще раз, очередной раз на нас накидывают. Ну, так не может же продолжаться это. Не по-честному, не по правилам. Что это тогда может отличить от русского мира? Вот эту вот деятельность. Найди там 5 отличий. Одно хотя бы. Ibrahim, stanju oli situācija acīns Ukrainā, информационная пропаганда Ахмаарл. Выясняется, что в принципе, на самом деле война-то идет с украинцами и с чеченцами. Русские тут в принципе ни при чем. Это последствия той пропаганды, той ситуации, которая... Так точно, тот же самый Папа Римский, это та же самая с подачи, я уверен, с хороших русских было сделано такое заявление, потому что они работают со всеми на Западе. И мы делаем дючтега. Нас нету, но вместо нас говорят все русские. И с первых дней украинской войны. А с украинской войны, пока я буду слышать от украинских журналистов, от простых обывателей, чеченские войны, чеченская война, чеченские 2 войны, больше обмелдуются, я буду противовес говорить украинские войны. Он клин клином вышибает. По-другому это, к сожалению, не работает. Надо вот так с ними работать сегодня. Ну, с первых дней, когда у них эта война началась, если мы проследим эту хронологию, с первых дней чеченцы. И последствия всего этого сегодняшняя ситуация. Карпенко и Золкин – это всего лишь такое маленькое звено в этой огромной цепи. Они завершают реплику Папы Римского. Это все взаимосвязано. Вот к этому все и шло. А нас убаюкивали с такими речами, типа Украина наши союзники, нам надо терпеть, у них плохое положение. Я это все понимаю. Понимаю. Мы сами пережили все эти беды, мы сами пережили все эти русские зверства. В этом мире, я ответственно заявляю, в этом мире, чтобы украинцы слышали. Не проецируй деятельность Золкиных и Карпенко на всю Украину. На весь народ. Нет, я не делаю. Проецируй. Я обращаюсь к тем украинцам, которые считают, что Золкин и Карпенко правы в своих заявлениях. Я к ним обращаюсь. Вот к ним обращаюсь, я им говорю, в этом мире нет ни одного народа или национальности, или страны, не знаю, или какого-то племени, который бы, как чеченцы, вас не понимали бы. Нет, потому что мы это пережили и переживаем до сих пор. И если украинцы этого не понимают, если они в нас сегодня видят врагов, то я не знаю, что им еще сказать. Я могу лишь сказать, что с первых дней украинской войны в том, что вот такое происходит, виноваты вы сами, потому что с первых дней у них на телевидении, в интернете появились, мы все свидетели, у них появились одни хорошие русские. И военные аналитики были русскими. И русские им объясняли, что такое Россия, что такое Путин и его власть. Видите, что все, что они слышали про войну, кто на них напал, кто с ними воюет, это были хорошие так называемые русские. Пока до тех пор, пока украинцы будут слушать хороших русских, вот они будут пребывать в таком заблуждении, что русский Ваня не виноват, что у них какая-то путинская власть, там какая вкупе с Кадыровым их мучает, что русский Ваня не хочет войны, как в этой песне поется, хочет ли русский войны? Хочет. Ему без разницы, кого убивать. Убивают сегодня украинцев, расстреливают их на полях войны.
издеваются над ними только русские. Но при этом почему-то чеченцы виноваты. Потому что они не сопротивляются, потому что они с Россией не воюют, напоминают нам, что русские нас еще 20 лет тому назад убивали. Нам не нужно напоминать, мы это помним, мы это никогда не забудем и никогда не забывали. Нам не нужно это напоминать. Но мы прекрасно также понимаем, что наш народ сегодня находится в зоне выживания. Мы полутруп. Нас можно рассматривать как полутруп, который выбросили на обочину дороги, а дороги – это сегодняшняя цивилизация, это дорога, это сегодняшние страны, которые поедут по этой дороге и развиваются. А нас в свое время, 90-х, просто выбросили с этой дороги на обочину. И Украина в том числе, проезжая мимо этого полутрупа, иногда выглядывала с окна этой машины и смотрела. А это внутреннее дело Рашки. И проезжала мимо и развивалась все эти 30 лет. И к чему вы пришли, мы сегодня все свидетели. Потому что и поэтому обвинять сегодня этот полутруп чеченский бедный народ во всех грехах, я считаю, это несправедливо, минимум. Я вот против чего выступаю. Не обвиняйте мой народ, который сегодня находится в оккупации, находится под открытым небом в концлагере. Это минимум несправедливо, это минимум нечестно с вашей стороны. Савелий Барков. Haqiqat diyaha qoyt efir halmalıtınlar противовес efir yutuş bu ya hudeş boş yani kuçu şaka yani والله ابراهيم سسوي так цыган قاعد kuçu şaka yani مواد بيون يرسي يوخور يمل تتوكل kuçurne şaka yani efir o diyaha şu da şu taş diyaha siha doğuş yani противовес قفرد عيوالوشة تتيمنا شرق زداتي إيش زدات إيش ديسنا عودورتي أتكدي تصمدو تالومدو إموات نشاق دقم نشوق دا جين دا قيوق دا Мы должны также понимать, что Инстан, Венис, Ашбо – это всего лишь voice-чаты, тут общаются народы. А политику делают политики и правительства стран. Вот там надо работать. Мы сегодня тут пообщаемся, поругаемся и забудем про это. Видите, что? Милого, как тебя назвать, Зудзакети, не наводи тень на плетень. Панику тут поднял. А сам иду, я к этому и раньше приходил, по мере того, чем больше общался с украинским народом, все время приходил к одному мнению и как-то обозначал вот одну вот такую последовательность в их обществе. Я сегодня знаю, что есть Западная Украина и Восточная Украина. И поверьте на слово, это разные люди. Западные украинцы совсем смотрят по-другому на те вещи, которые происходят. А Восточная Украина, они заражены этим вирусом русского мира. И чтобы избавиться от этого вируса, им еще придется многие годы работать над этим. Вот такая у них проблема-то.
Dadol, Ukraincu, šis pēkšņi hīšana vienīna. Šišan te hāi vieni Ukraincu, ot vi polasīli. Askatē mabāri, madīti šiš, madīšanu, ukur algvai mostviš, pēkšņu duvaini masārnā. Ot, Ukraincu, cindē, čudol, hudēš to auz vienīni, jo. Šišan te hīšana vienīni. Ot modlahvis, tā kā meldu. Goin, vedīs. Hai rēs, ka šišvi, hai čietā dita, dita, kūst hūna cadīč, hai daliel dijā. Kadēcun šiš. Rēs, ka šišniš, ot rēs, ka šien dita doja. Русская культура, русские сажания на кол, бутылки, всякие извращенные вот эти методы пыток, насилия и так далее, это вообще к чеченцам не имеет никакого отношения. Именно этими методами как бы и пытаются чеченцев сломить русские. И это вся вот эта вот культура, традиция и обычаи русского мира. Сундел хайшиша Айчия тадет, хайндит, amma oga iduitsardu, iraiskadu borsh, qaykuradu. Nochtischen chieta duelan, shaidu daits taduich, haetsa hoish, tapilesh borsh daits. Ishliel shwag, ladueli taruwe, amma wani oichdol, shishne shui, iza, shtuen aita, oitich dalsh, uzraiskash tada, bishmush daits. Miller installation. Штафетиовес, короче, эфир шаловатин хундина кан сум просто цахум элу, да? ويناغن تعيش خلاب إسرائيلي شيات وت خلاب إسرائيلي شيء هو ويسيتو آتي وينستغن دول ويسيتو آتي تيجر وير دوخ بردات شون ويمالجو خلاب إسرائيلي شيء يششت ويمالجو ليلرا فكا ويشت такак бы сформироваться ден самаха политически ница бин вот с этих позиций было бы двигаться. А просто хлеб и зрелище это, конечно, интересно посидеть попкорна и уж это послушать, лайк поставить, там, поприкалываться. Но рвай халдуй от солон как бы выход операции сложиться, но из-за, к сожалению, огорчу вас, что выход я хлеб и зрелище. После лолос не досказал, вот зульдукейтес, юкай прислуш полностью с толку, в смысле сбить тянущий, десес. Нагаду, это оберты. Кто говорит, ахтарный, байер зой, юхол и руэшт. Эла дистрел хундала, шена дистрел. تغنى نسون هاي تغير زي شو تي باركال رئيس ولا ما سيري عدي كيل مارش اويل بيش ديق اللي وخيل مارش اويل عدي كيل